что последние годы мой прадедушка жил и работал в Минске, и в один из приездов в Москву он принял решение, что он возьмет отца к себе на воспитание, потому что дома его воспитывали мягко, а он хотел сделать, видимо, из отца настоящего такого сибирского мужчину. И он его забрал к себе. Я задавала вопрос, а дома, может быть, сказали нет, не отдадим внука своего, вернее, сына, да? На что папа мне сказал, что слово про дедушку, оно было железобетонно дома, то есть его решение никто не обсуждал. И таким образом мой отец, он поехал в Минске, жил в квартире прадедушки, и с его слов вся квартира, она была как музей. Там картины были и в коридоре, и в кабинете, и даже в той комнате, где жил мой папа. И вот он рассказывает, что когда он вечером ложился спать, включался свет, и он фантазировал, потому что вокруг были картины, падал свет из окна, и он, как дети, придумывал какие-то сказки с героями картин. И на самом деле у него был один злобный герой в его сказках. Этот злобный герой, он с нами сегодня в зале, там в углу, это голова фауна, потому что мой папа говорит, он очень ее боялся. Потому что мой папа, и где-то я через его рассказы про дедушку. Поэтому большое вам спасибо за приглашение, я очень рада, и я очень горжусь тем, что сделал мой прадедушка. И Габушева безвозмездно республике уникальная коллекция западноевропейского искусства, где есть и афорты Рембрандта, Дюрера, есть прекрасная живопись эпохи Ренессанса, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Вот эти сокровища стали принадлежать нам, жителям Якутии. Мы приобщены к общему мировому культурному наследию. В общем, Габушев, это вторая была подпись. Это был уникальный человек, поэтому нас сегодня поздравляют и наши соседи-белорусы, потому что в 50-е годы прошлого столетия он возглавлял Институт животноводства. Он работал на руководящих постах в Москве, и, конечно, мы получаем поздравления с разных окраин нашей огромной Родины. Конечно, ее поздравить, пожалуйста, Татьяна, от музея приветственный адрес и книга, посвященная нашей республике столетию. Наверное, мы будем вспоминать, еще раз приезжать к нам. Добрый день. Знаете, когда рассуждаешь над судьбами коллекции Национального художественного музея, то с благодарностью, конечно, вспоминаешь поколение людей начала XX века. Год 1928. Мы все уже слышали, что этот год был как бы открытием картинного зала в Якутске. И это удивительно, потому что становление молодой республики, совершенно молодые люди, они мечтают, они дерзновенно мечтают создать вот на этой мерзлой земле храм искусства, храм своей мечты. И это действительно случилось. Вот, ну, конечно, когда Михаил Федорович подписывал этот акт открытия картинного зала, который, как там звучит, будет служить залогом будущей художественной сокровищницы, как случилось. Он не знал, что он будет одним из первых докторов страны Советов. Он не знал, что он будет защищать и изучать якутскую лошадь. Он не знал, что будет собирать эту прекрасную коллекцию, которая потом, как он мечтал, должна служить его родному народу. Но мне хотелось бы заострить внимание на... Много говорилось о Михаиле Федоровиче, а сказать именно о семье. Долгие годы здесь директором музея работал Лев Михайлович Габушев. Приезжал Густав сюда, на родину деда, на родину отца. Затем стали приезжать его внуки Ирина и Геннадий Густавович. Теперь навещает внучка, правнучка уже. Это уже какое поколение. И, видимо, сегодня случилась вот такая, ну, как бы встреча. Первая встреча правнучки с этой прекрасной коллекцией ее замечательного
деда. И я хочу сказать о том, что работа над коллекцией, она шла все эти годы. Она будет продолжаться еще долгие годы, потому что многие, скажем, идет время, а наука, она как бы обрастает новыми сведениями, исследованиями. И в нашем музее, в недрах нашего музея также точно идут исследования, изучение этой коллекции. Вот, например, позади меня картина, которая 200 лет считалась мастерской Рафаэля Санти, и так висела, как говорится, в Уффици. Вот. Ну, где-то попадая в частные коллекции, она также получала как бы его имя. То есть, мы предполагаем, что это повторение, потому что она сделана на доске. Повторения на таких больших досках раньше не делали. Обычно делались повторения мастерами, для того, чтобы перепродать, скажем, или какой-то заказчик, ему понравилась именно эта композиция. И не исключено, что это сам Франчо Биджа, Франчо Серый, это современник Рафаэля, художник не менее высокого, так сказать, класса. Франчо мрачный, как говорили его современники, по его характеру, по его как бы поведению, но живопись его, посмотрите, какая лучезарная. Это как бы прославление матери. Мы видим прекрасный пейзаж, вписанные в треугольник фигуры, это как бы такое золотое сечение эпохи Возрождения. То есть картина, она как бы нашла своего автора. И здесь много такого. Вот парные портреты, мы, наверное, уже прошлись и видели. Они поступили в мастерство, то есть в коллекцию, как неизвестные мужской и женские портреты. Однако здесь у нас в стенах музея они обрели имена, обрели как бы, иконография была установлена, это Альбрехт VII, Штатгальтер и его жена инфанта Клара Изабелла Еухения. И так многое-многое, если коснуться каждой картины, можно рассказать, как она поступила и как сейчас она продолжает жить в наших экспозициях. Мне хотелось бы заострить внимание на том, что Михаил Федорович не оставил завещание, хотя всегда в кругу семьи и среди друзей говорит, что эта коллекция должна служить якутскому народу. Он рано ушел из жизни, и завещания не было, но семья, как бы, воспитанная, что ли, его вот этим отношением к жизни, вот таким, как бы, высоким гражданским поступком своим, я думаю, это просто благородно было с их стороны передать эту коллекцию Якутии, как и хотел наш, как говорится, уважаемый профессор Михаил Федорович Габышев. И выражая благодарность потомкам профессора Михаила Федоровича Габышева, я приглашаю сюда Татьяну Габышеву, правнучку, для того, чтобы вручить эти прекрасные цветы от имени якутян, всех якутян и от имени нашего музея. Пусть ваша семья процветает и дальше, и я думаю, что дружба наша, эти встречи, они будут продолжаться и в следующие, как говорится, десятилетия, столетия, и далее, и далее, и далее. Спасибо большое. Я думаю, надо поздравить эту семью. Все школы итальянские, они как бы здесь представлены. И мы посмотрели очень любопытная вещь. Один из прекраснейших мастеров неаполитанского искусства, прозванный Фабреско, за то, что делал и стал очень быстро. Мы сегодня открываем работу круглого стола, где обсудим окружение и время выдающейся личности, ученого, мецената, коллекционера, государственного деятеля, который в 20-е годы очень много сделал для Якутии. И мы знаем, что не случайно наша галерея несет имя Михаила Федоровича Габышева. После
смерти профессора семья, сыновья Густав и Лев Габышев привезли в Якутию уникальную коллекцию и подарили республике. Сегодня мы обсудим различные вопросы, потому что деятельность профессора была обширна. Она связана с такими вопросами, как изучение уникальной породы якутской лошади, с изучением сельского хозяйства, тесно связанного с национальными традициями народа Сака. При этом удивительно, что человек, доктор экономических наук, был увлечен искусством. Он любил музыку. Не случайно нас сегодня встречает классическая музыка. Он читал литературу классическую на языках европейских, владел несколькими языками, знал якутский язык, конечно же, родной русский язык. Это многогранная личность. Уже вчера мы говорили о нем очень много в республике. Будучи молодым 18-летним революционером, он мечтал о том, что Якутия процветала. Вот такие темы сегодня мы с вами обсудим. Доклады, вот, читаю по темам, очень интересные, и впервые как-то более широко придается огласке его деятельность. Не только коллекция, скажем, если, скажем, в 82 году мы проводили, в 82 году проводили его 80-летнюю конференцию, то из области науки, так сказать, была лишь Татьяна Амосова. Ну, вероятно, вы помните ее. Вот она делала доклад как раз о его деятельности как ученого. Ну и вторая конференция, она, по-моему, была посвященная комплексной экспедиции. Там, конечно, Василий Барбасов, вот он там как бы дирижировал, и тоже были интересные доклады именно по его деятельности. Ну и сегодня я вижу такой обширный круг тем по его деятельности, не только коллекция, поэтому я думаю, что разговор будет очень интересным, серьезным и полезным. Открывает наш круглый стол Владимир Николаевич, доктор биологических наук, профессор, исполняющий обязанности президента Академии наук Республики, член-корреспондент Российской Академии наук. Столетнего юбилея нашей республики Якутской ССР мы сегодня отмечаем 120-летие одного из поколения выдающихся ученых нашей республики Михаила Габышева, Федора Михаила Федоровича Габышева, который оставил большой след исследования по якутской лошади. Ну и во многих направлениях. Об этом человеке можно говорить очень много, как о революционере, как об экономисте, как человека, прекрасно знающего культуру, искусство, разбирающегося в музыке, театре, как бы всесторонне развитого человека. Наверное, даже его надо будет еще изучать и с такой точки зрения, как одного из основоположников создания нашей республики, его активное участие, потому что он совсем молодым, уже почти 20 лет, он 902 года рождения, да? Почти уже в 20 году стал революционером, уже в революционную деятельность пришел и очень близко познакомился с нашими основателями нашей республики, пускай это были Амосов, Юнский, Барахов, Аржаков, но особенно у него теплые отношения сформировались с Платоном Алексеевичем Оюнским. Это очень мало описывается, да? Мне случайно довелось прочитать
публикацию Алексеева Ивана Петровича, уроженца Алекмы, который публиковал различные, о Пушкине публиковал, как знаток творчества Пушкина, занял первое место по всей России даже, как знаток. Вот этот человек описал моменты знакомства Оюнского и Габышева. Поэтому я на это обратил внимание, и мне показалось, что даже Габышев повлиял на мировоззрение Оюнского с позиции, что значение якутской лошади в материальной деятельности нашего народа. И это на нематериальную сторону якутской лошади, то, что притворял Оюнский, это сказывалось. Вот мне такое впечатление было такое. Очень глубоко знал экономику Михаил Федорович Габышев и якутское, не только якутское коневодство, но он обратил особо на якутское коневодство. В 2020 году Михаил Федорович год проучился в Москве. После этого уже в 2021 году где-то его назначают в ревком Алекминского уезда, где он активно начинает работать по революционной деятельности и по созданию, по земельной реформе и по созданию колхозов. Затем уже он приглашает Платона Алексеевича Оюнского посетить Алекминский уезд для коллективизации земельной реформы. В чем ему Платон Алексеевич Оюнский не отказывает, а так как они были в хороших отношениях, он практически как-то курировал его деятельность, и Оюнский посетил Алекму. Мне кажется, что там у них были разговоры, беседы о якутской лошади. Вот эту сторону надо нам изучить, наверное, потому что она не изучена, я так считаю, потому что коллективизация в Алекме очень сильно развивается, и там, это же ведь наша Украина, как его назвали, Алекме, это хлеб наш выращивали, а тогда пахали землю не тракторами, а лошадью все делали. Поэтому лошадь была очень значимой для объединения мелких хозяйств, крупные колхозы и получить высокие урожаи хлебов, пшеницы, ячменя и других культур, которые нужны были нашей республике. И в дальнейшем уже они тесно сотрудничают, и Михаил Федорович становится министром сельского хозяйства, как сейчас называют, это должность председатель совнархоза, да? Это Министерство сельского хозяйства. Это одно из таких значимых должностей в Минске, значит, управление сельским хозяйством, сельскохозяйственным производством. Но в дальнейшем они еще очень тесно общались в Москве, когда оба учились в аспирантуре. Вот эта сторона, да, тоже очень мало известна, да, о чем они там общались, но есть факт, что Оюнский очень часто посещал Михаила Федоровича Габышева, и в 1935 году Оюнский защищает кандидатскую диссертацию по лингвистике. Это словарь, русско-якутский словарь, где 13 тысяч слов. Вот надо бы изучить, сколько там посвящено якутскому коневодству и образу жизни нашего народа
народов нашей республики и связь их с якутским коневодством. Вот эти отношения, аграрные отношения, в этом словаре. В 1935 году Аюрский защищает кандидатскую, в 1937 защищает Михаил Федорович Дабышев, затем через 2 с лишним года он защищает уже докторскую диссертацию. Это по тем временам выдающийся успех, да? Выдающийся успех. Это по сельскому хозяйству, по экономике. И это, конечно, они очень много обсуждали в Москве по развитию нашей республики, о судьбе народов нашей республики. И, конечно, я думаю, очень большое место занимало якутское коневодство. Потому что якутское коневодство у Башарина, да, Георгия Прокопьевича Башарина, он описывает, что главная эта отрасль была коневодство у нас, у якутов. И 60% белкового питания якуты получали от мяса конин. Вот описывается. Поэтому в наших суровых условиях без конского мяса, без конской шкуры, одежды, все, наша культура, все связано с якутским коневодством. И вот, наверное, это просто божественное послание было якутскому народу и тем народам, которые у нас жили. Михаил Федорович Дабышев, как ученый, он, вот это исследование его в 1944 году, это же разгар войны, и он провел необычайно большую работу, научную работу по исследованию якутской лошади. Вот эта монография, которая выпущена, ее никак затмить нельзя. И, наверное, может, и через сотни лет никто не сможет затмить. Такой размах, такое видение, как будто он что-то искал. Что-то искал. И мне кажется, он нашел. Просто времена были тогда не такие, как сейчас. Вот говорить, вот я нашел, смотрите, пользуйтесь им, развивайте вот это. И будет, допустим, вы будете жить достойно, богато, тогда богато-то и слово невозможно использовать, да? И вот это его исследование интересно тем, что он тогда уже описал, что у нас есть отродье. Якутское коневодство, они сейчас стали поворотами. На основе его исследований, публикаций, в дальнейшем работы, Мегежикская порода, вот, Привенская порода, появились, и типы уже идут. Это все не отходит от тех заключений, выводов, которые делает Михаил Федорович Дабышев. Далее у него есть предположение, что якутская лошадь, она не просто откуда-то появилась, а эта лошадь имеет связь, наверное, с аборигенной лошадью, которая здесь была. Была здесь, да? Вот. Якуты, наверное, сумели как-то селекционную работу провести. Об этом же указывает Виндендорф в своих работах, что якутские коневоды, якутские животноводы обладали искусством проведения селекционной работы, разведенческой работы. Поэтому может быть, что якутская лошадь получена в результате смешивания кровей северной, дикой, природе находящей лошади. Вот антропологическим исследованиям пока не могут доказать. И Мак искал, и Михаил Федорович тоже искал, вот, и другие тоже ищут сейчас, да, но пока не могут доказать это, да, пока не могут. Но докажет предположения эти. Также Михаил Федорович с казанскими учеными, химиками, да, впервые его происследовав, обнаружили
обнаружили незаменимые аминокислоты жирных, вот, как в жиру якутской лошади, да, первыми они это обнаружили. Так что эти исследования сейчас ведутся на основе этих фундаментальных таких вот результатов, да, работают сейчас ученые многих научно-исследовательских центров, как в республике, так и Новосибирска, и в Москве эти исследования тоже ведутся. Но мне также хочется сказать, что и одну такую сторону, что Оюнский, представьте себе в своей работе Нюргун-Батор стремительный, да? Жулурьян Нюргун-Батор, Нюргун-Батор ходил бы пешком. Тогда что было бы, да? Он разве был бы батуром таким, да? И вот это все ему, видимо, общение с Габышевым. Это Оюнский не говорит все это как сказку, а это как бы желание нашего народа мог это прийти к хорошей жизни, да, хорошей жизни, но надо бороться, надо трудиться, надо работать. А Габышев, исследуя наукой якутской лошади, исследуя якутскую лошадь, он показывает, что народ Саха шел длительную историю, и код народа Саха, мы вот хотим сделать вывод такой, да, вот, с Пудовым Алексеем Григорьевичем, он здесь присутствует, философ, да, что код народа Саха прошлого, настоящего и будущего заложен в якутской лошади. Потому что, проходя эту историю, такое длинное время, занимаясь, улучшая якутскую лошадь, здесь все проходил, наш народ проходил, да? И вот это, нас на это наталкивает Оюнский и Габышев. Один с духовной, нематериальной стороны, а другой именно с материальной стороны. Так что это в будущем, наверное, наше поднятие и развитие нашей экономики, и сейчас говорим, не исчезает, а вообще якутский язык как-то становится, каждый год 1% уже люди не говорят, количество людей. Это 10 тысяч человек забывает свой язык. Вот установлено, учеными, исследователями, и статистика об этом говорит. И недавно было распоряжение правительства о якутском языке, и Академию наук поручили нам, чтобы найти пути, как остановить это, чтобы якутский язык не исчезал. Потом сейчас же мы говорим о том, что эвенский язык, эвенкийский язык, чукотский язык, югагирский язык начинает уже исчезать, и им не пользуются. А это все связано с чем? Оленеводство у нас затухает. Нету уже в деревнях, да, оленеводов-то уже почти нет. Они где-то далеко в стадах, и очень поголовно уменьшается. Не зря даже Николай Иванович Соломов, Андрей Кривошапкин, писатель, говорят, что если нету оленя, то нету и овена. А я думаю, что не будет якутского коневодства, не будет Саха такого, который есть сейчас, а будет Саха, который в городе. Понимаете, в городе. Мы еще имеем лошадей, общаемся с лошадьми. А если не будем общаться с нашей традиционной культурой, которая мы
ее привели наши предки, передали нам, и мы его не должны потерять. И, конечно, дальнейшее развитие табунного коневодства, якутского коневодства, да, оно должно иметь будущее. Будущее, и это будущее, на это нас наталкивает наш Михаил Петрович Габышев. Это в материальной части, то, что он изучил. Дальше нам надо работать на этой базе. Многие уже исследования провели. Григорий Васильевич Иванов здесь доктор наук, уже многих людей они подготовили, породы получили, и другие тоже. Есть представители народа здесь от населения нашего, тоже болеют душой. Но это будущее, мне кажется, да, мы должны нашу якутское коневодство, да, сделать из него такую собственность, да, которую можно и заложить, но не потерять. Ее иметь, развивать, но она в виде акции, в виде какого-то документа, она у нас должна быть. И тогда мы будем правообладателями собственности. А якутская лошадь до сегодняшнего дня, она не является им. Если другие народы имеют, да, перевели в такую плоскость, да, бумажную плоскость, стоимость своей главной отрасли, главной деятельности, да, то мы пока нет. В Исландии сделали это, в Исландии. У них тоже похоже на нас коневодство. Поэтому, опираясь на Михаила Федоровича Габышева и на то, что творчество Юнского, и вот это их взаимоотношения, наверное, может быть, это ляжет в какую-то научную исследовательскую работу. Кто-то этим займется, я думаю, после наших выступлений, поддержат. И если захотят, мы со своей стороны, с Академией наук, это направление тоже поддержим, если кто этим будет заниматься. Ну, таким образом, мне бы о развитии связь якутского коневодства, связь якутского языка, да, терминология якутского коневодства, все, да, оно же ведь на якутском языке. Все. Да? Габышев же прекрасно говорил на якутском языке. Так, чисто, прекрасно. И хотелось бы, чтобы вы меня здесь правильно поняли, да? Правильно поняли. Я этот вопрос связываю с будущей нашей республики, чтобы мы вышли на новые рубежи, такие рубежи, когда коневодство, оно будет как бы главной отраслью сельского хозяйства у нас. Оно развивается. И у нас, если так сказать, переработки-то нету хорошей. Мы школы выбрасываем. Мясо перерабатываем очень мало. Так что очень много работы предстоит, и это как бы драйвером может стать коневодство. А потом уже и наш язык укрепится, наша и материальная часть все это укрепится. И за ним последует уже и оленеводство, и скотоводство, промысел, рыболовство, и все наши рыночные отношения. И очень хорошо сейчас наш президент Владимир Владимирович Путин дважды давал большие поручения. Дважды. Первым это и указы по развитию традиционных отраслей, пространственному развитию языка. И традиционная отрасль, она брендовая. Ее надо дешевыми кредитами обеспечить и поддержать. И оно будет не конкуренция, эта продукция. А сейчас уже второе поручение
ратифицирована от 1 сентября, где еще конкретизированы, даны такие поручения, которые даже обязывают, и мы здесь не должны как бы остаться в стороне, а быть лидерами, идти впереди в освоении Арктики, освоении, ну как бы не освоение, а пространственного развития Арктики можно развивать торговлю и коневодство, нацелиться на 1 миллион поголовья, где, конечно, Рябышев и Аюнский будут очень хорошо присутствовать. Но особенно Михаил Федорович Рябышев, его вот эти исследования, его смелые мысли, которые развиваются и будут развиваться. Я просто, когда его работы вот, читаю, смотрю, думаю, а как он в аспирантуру попал? Вот, да? Это же очень сложно. Как я попал в аспирантуру, очень сложно было, а как он в те годы попал? Как он познакомился с казанскими учеными, исследовал биохимию, химию, сложнейшую в те времена. А как он все это, кормовую базу, там, и много чего он изучил. Это отродье, пускай, это и исторические вот стороны изучил. Ну, в дальнейшем его жизнь в Белоруссии тоже очень интересна. Его жизнь в Москве, и вот это вот занятие, его сбор вот этого западноевропейского искусства изобразительного, это же не просто так. Поэтому человек такого масштаба, именно нам, наше якутское коневодство ставит задачу своей монографии, и мы его не должны упустить. Вот сейчас наше время его довести до такого конца. Вот герб нашей республики же человек, всадник, с лошадью, со знаменем, идет куда? К развитию именно коневодства. И в этом году Дугуйдан, никто же его не заставлял. Сел на лошадь, ну и в этом году доехал до Москвы. Это тоже знак, понимаете, что развивать наше якутское коневодство. Сколько знаков? Аюнский, Рябышев, да? Ну, посмотрите. Наша республика и герб, вот Дугуйдан возьмите. Все идет как в одну будущее, прошлое, настоящее, будущее. Это код заложен в якутском коневодстве. И его правильно нашел Михаил Федорович Рябышев. Спасибо. В 1936 году Сергей Викторович Афанасьев в своей научной работе к вопросу о происхождении типов лошадей, краниологический, и Михаил Иванович Аргалевич в своей работе «Коневодство Якутской ССР» в 1941 году, и с Якутии Михаил Федорович Рябышев в научной работе «Якутская лошадь» в 1951 году предположили об аборигенном происхождении некоторых лошадей, на это обратите, некоторых лошадей Якутии. Но, к сожалению, у них доказательств было по объективным причинам маловато. Но в наше современное время мы уже располагаем материалами, которые значимы по сравнению с теми временами. Ну вот, например, в 1968 году горняки, золотодобытчики, прииски Селерка, это устье реки Балхан, которая впадает в реку Дигирка. Во время производственной работы нашли кости ископаемой лошади. Естественно, выехал из Якутска отряд
во главе в то время молодым аспирантом Петром Алексеевичем Лазаревым. Вот. И началось тщательное изучение костей ископаемой лошади. Очень весомую работу провел в то время очень известный в науке ученый мирового уровня Верещагин Николай Кузьмич с нашим аспирантом, с Лазаревым. А для кандидатской работы Петр Алексеевич специально поискал лошадь, схожую на дикую лошадь. Да? Ну, объездил несколько районов, и в Лусянском районе он наконец-то нашел по экстерьеру, по скелету лошадь, ну, предположительно схожую на древнюю лошадь. Для науки специально забили и сравнили кости. Он научную кандидатскую работу защитил плитоценовой современной лошади Якутии. И никаких таких серьезных различий он так не нашел. А в 1980 году он в своей докторской работе «Антропогенные лошади Якутии» так окончательно делает вывод. Это доктор биологических наук, палеонтолог. Позвольте зачитать. Современная якутская лошадь, и там еще специально написано, в результате детального анализа. Современная якутская лошадь по своим признакам скелета и экстерьера идентична поздней плейстоценовой лошади. Исходя из этого предполагается, что она не вымерла, а вошла в состав современной фауны Якутии. Это серьезная работа. Возраст селеканской лошади 38 тысяч лет тому назад. Это, видимо, межледниковый период. Потом начинается сартанское оледенение 25 тысяч лет тому и заканчивается 11 тысяч лет тому назад. Значит, мы живем в межледниковом периоде. Через несколько тысячелетий опять возникнет ледниковый период. Это естественный ход развития. Но наши политики иногда делают проблему, что выявят крупные миллиардные суммы денег. Так. Были ли лошади, вот та природа, которая нас окружает, флора, фауна, климат, который вокруг нас, она формировалась 11 тысяч лет назад. Так вот, Голоцен, эпоха Голоцена, у геологов есть такой термин. Так вот, лошади были в это время или нет? Да, были. Вот, например, мой хорошо знакомый молодой человек Эрель Викторович Стручков, вот Котловинск, Батагайская котловина называется. Абага Яматида, род дьявола. Это не род дьявола, это мы сейчас так уродливо так воспринимаем, говорим, как гадкое какое-то место. Через столетия здесь образуется, формируется новый ландшафт. И будут любоваться этим ландшафтом. Вот на этой Батагайской котловине в 2009 году Эрель Викторович Стручков вот подарил мне вот такую вот находку. Почти полный скелет лошади. Для нас интересна датировка. 4450 лет тому назад. Отбрасываем 2000 эти наши года, 2500 лет до нашей эры. В археологической периодизации это поздний неолит, конец каменного века, неандертальская культура. Лошадь – это неоспоримый факт. Значит, лошади в это время были, да? Далее. А были ли они в бронзовом веке, раннем железном веке? В 1977 году в Аллаховском районе на террасе озера Мойчон были найдены кости лошади. Ну, у нас, к сожалению, только череп и позвонки, фотографии. Ну, множество костей было.
Для нас интерес представляет датировка. 2310 лет тому назад. 2000 плюс-минус 80 лет. Если мы можем отбрасывать 2000, у нас получается 310 лет до нашей эры. Добавляем 80 лет, это 4 век до нашей эры. Отнимаем 80, 3 век до нашей эры. Это ранний железный век. Понятно, да? Ранний железный век, и вот больше не было. Так, в 1992 году на северной окраине поселка Покровск газовики во время производственной, газовики просто, это землеройная техника у них прошла, и, естественно, первым обнаружили подростки, потом все это найденные находки стали достоянием Краеведческого музея. Так что было там найдено? Они разрушили древнее погребение. Костяные доспехи были найдены, костяные наконечники, железные наконечники. Но для нас интерес представляет шило. Да? Вот. Вот это вот шило из кости. Специалисты выяснили, что это шило из малой берцовой кости лошади. Интересная датировка погребения. 2210 лет тому назад. Отбрасываем 2000, получается 2 век до нашей эры. Плюс-минус 40 лет. Добавляем, отнимаем 40 лет, все равно у нас получается 3 век до нашей эры. Ранний железный век. И вот Михаил Федорович указывает время доместикации лошади на территории Якутии. Это эпоха металла. Он же экономист. Материальная жизнь и экономика, они очень тесно взаимосвязаны. Логика на железная. Вот бронзовый век, ранний железный век. Люди научились перерабатывать продукт природы. Это новый цивилизационный уровень. Мы вот с нашей нынешней цивилизацией никак не можем оценить те времена. Это наше упущение, не можем понять. А это колоссальное развитие же. И люди, которые организуют новые формы хозяйства, они не могут, что ли, додуматься этих диких лошадей приручить. Да, они это, видимо, какие-то племена, они приручили коней. Есть у якутов древний такой обычай. Когда у них появляется очень много количества лошадей, они отбирают специально по 7, 9, 11 белой масти, на это обратите внимание, белой масти, и обратно возвращают родную дикую природу. А сахалыта мамнык. Мугород боллағына сарыға ситтағына етіқтіріне. У Андрея Андреевича Сабина имеются такие материалы, собиратели фольклора. И есть вот такие данные. Байбут ситтағына айы бен кейінен бен ылден барана сәттелі тоғысту ғылғыны маған сығынылы от үрәқтеріне керді. Обратите внимание, травяные речки. Я со вчерашнего дня говорю, травяные речки. То, что они взяли от природы, они возвращают. Если они взяли бы у пришлых народов, они бы добрые слова сказали бы этому народу. Но они не говорят этим алатам, кыргызам и так далее. Спасибо большое. Они о родной природе обращаются. Это божественный дар якутскому народу. Вот. И в заключение хочется отметить следующее. Но есть другая гипотеза о том, что
лошади, некоторые лошади были переведены пришлыми номадами. И тот исследователь, который объединяет, ну всегда же говорят, истина где-то посередине, да? И тот исследователь, который объединяет эти концепции в одно целое, он в правильном направлении работает. Вот. И разрешите закончить выступление. Если есть вопросы, постараюсь ответить. Так, я несколько Асию помню. Я работал в 2019 в Людминском районе, так, за короткое время. Экспедиция у нас полностью не проработала по тем или иным причинам, но за короткое время я вместе нашел вот это погребение лошади, так. Голова и конечности отрублены и находятся под туловищем. Я этот обряд знаю, но у меня времени нет. У нас тема другая. Вот это вот конское седло, традиционное конское седло, оно, вот, обратите внимание, прямоугольной формы. Да. Ну, спасибо за внимание. Спасибо. Молодые руководители Якутской автономной республики, нарком земледелия Михаил Федорович Габышев. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Мне, скажем, время, когда шло формирование личности Михаила Федоровича, его мировоззрения, и я здесь вот хотел бы сделать несколько акцентов, да, значит, вообще время и окружение, мне кажется, очень символическое название круглого стола. И это начало 20 века. На самом деле для Якутии, не только для нашей республики, но и в целом для Российской империи, это было знаковое время. И мы это знаем как бы год столетия Якутской автономной республики. И вот эти 20 лет, которые предшествовали, они как бы были в какой-то степени такой подготовительным этапом к дальнейшему формированию вот именно основ государственности автономной республики. И эти годы, вот сейчас я сделаю акцент на 1922-30-е годы, когда Михаил Федорович находился здесь, в городе Якутске, эпицентре всех этих событий. Но мы всегда это время говорим, это время сложное, там, противоречивое. Но на самом деле это, конечно, ничего не сказать этими словами. На самом деле это беспокойно и тревожно. И здесь как раз шла дискуссия о будущем нашей республики, вот автономная республика, каким она должна быть. Насколько вот эта основа государственности соответствует тем ожиданиям населения Якутии. И вот итог этого, вы все знаете, это движение конфедералистов, партия организуется под руководством Павла Ксенофонтова, и, конечно же, это вот то, что подавление их выступления, потом эти годы характеризуются еще, то есть репрессии набирают обороты. А с другой стороны, конечно, это мы тоже не должны отрицать, это время надежды на лучшее будущее. Да? Закладывались основы экономического развития, и во многих сферах шла институциализация общественной жизни, отношений, и, конечно, тогда же были начаты перспективные проекты. Вот я хочу здесь обратить внимание на биографические сведения Михаила Федоровича Габышева, да, касательно этих лет. Вот учетная карточка. Я думаю, вот кто занимался биографией, знаете, знакомы с этой учетной карточкой. Вот здесь видите, народность якут, он пишет, да, родной язык якутский. Тоже, мне кажется, очень интересный момент. И дальше, вот еще и в архиве хранится его автобиография, которая была написана в 1924 году. Да? И вот на основе этого я как бы уточнил вот, его вехи биографии. Да?
Значит, он в 1920 году вступает в партию. И вот Леонид Николаевич абсолютно прав, наверное, они познакомились с Аюнским, скорее всего, здесь в городе Якутске, когда в 1917 он учился, да, поступил в 18-м, да, в реальном училище. И, возможно, это продолжилось уже в Алепинске. Вот здесь еще очень важный момент, то, что, как он сам пишет, да, вот его цитата из его автобиографии, через Якут райбюро РКБ в Москву для поступления в Свердловский университет, краткосрочные курсы. Вот так он пишет, то есть он был командирован, и где пробыл по апрель 1921 года. В апреле СК РКБ откомандирует через Сибирю обратно для работы в Якутск. По прибытии работаю в Алепинском округе по сентябрь 1922 года. Если мы это сравним с биографией Платона Алексеевича Аюнского, он как раз вот в эти годы Платон Алексеевич находился в Омске, да, в Сибнаце, и заведовал вот секцией Сибиревкома, якутской секцией Сибиревкома. И все-таки мне кажется, что в этом то, что Габышев был командирован на учебу, возможно, и это содействовал Платон Алексеевич. Потом, когда уже в Алепинске, вот он в уездном ревкоме работает в составе исполкома, заведует отделом народного образования и комитета просвета, да? Это тоже очень важный момент, потому что в это время как раз Платон Алексеевич возглавлял вот этот уездный ревком. И вот здесь я вот как раз из биографии, да, привожу Платона Алексеевича. Он с июня 21 по август этого же года председатель Алепинского уездного ревкома. А потом уже здесь тоже, вот обратите внимание тоже на учетную карточку. Здесь вот у меня вот пункт, вот видите, вот сейчас я вот показываю, да. Ну, может быть, здесь тоже надо уточнить, да, вот тут вроде НКВД и НАЧ-УПР, вот так, да, вот 1924 год, он сам вот собственноручно указал, да. Возможно, он работал, да, вот на наркомате внутренних дел. Потом дальше он член правления Холбос и член председатель ревизионной комиссии Холбоса. А далее вот на этом заканчивается он наркомзем, пишет 1928 год, да, хотя в учете он продолжал состоять вот, парторганизации Холбоса. И здесь, в общем, тоже очень важный момент. Его направляют в Москву для поступления в Институт народного хозяйства имени Карла Маркса. Но этот институт позже был переименован имени Георгия Валентиновича Плеханова. Да? Он здесь принят на первый курс, но потом, значит, через Центральный комитет, опять же, да, он был отозван обратно в Якутск и оформил годичный отпуск в институте. После возвращения в Якутск он уже начинает работать в ЕЦИКе. И Михаил Федорович участвует в работе якутских съездов советов. Мы это знаем, есть фотографии. Но тут вот Народный комиссар земледелия, да, 1928-30-е годы. Вот, о доступных в интернете биографических сведениях пишут иногда 1928-29, а иногда 30. Ага, иногда 30-й, кстати, это на сайте, да, на сайте Минсельхоза, я просто специально это выделил зеленым, да, но, видимо, это связано с тем, что даже там было написано, что он занимал пост заместителя наркома, ведь после того, как он был отозван с наркомов, его перевели как бы на должность, хотя это тоже предстоит уточнить, потому что я вообще хотел заняться значит, архивом наркомзема, но просто как бы руки не дошли. Уточнить это, мне кажется, очень важный момент. И вот теперь в окружении, да, вот как мы уже сказали,
Михаил Федорович, естественно, он был знаком и Аюнским, и Амосовым, и Бараховым, вот, отцы-основатели нашей автономной Якутии. И вот очень интересно, да, в 1928 году это совершенно молодые люди, Аюнскому 35, Амосову 31, Барахову 30, а Габышеву всего лишь 26 лет. Да? И почему вот его назначили наркомом земледелия, человеку молодому, 26 лет. И мне кажется, конечно, это логика кадровой политики тех лет. Выдвигали молодых, имеющих уже опыт и знания. И, конечно же, Михаил Федорович, вот, работая в наркомате торговли и промышленности и облпотребсоюзе Холбос, имел опыт и такой организационной работы. И, мне кажется, еще он знал, вот как Леонид Николаевич правильно заметил, да, он еще с молодых лет вот, оценил и землепашество в своем Алёкинском улусе, и коневодство в том числе. Да, это, мне кажется, сыграло тоже важную роль. И то, что он проучился всего лишь год в Институте народного хозяйства, это тоже, мне кажется, сыграло роль. Да? Конечно же, мы можем с полным правом назвать Михаила Федоровича Габыша соратником Платона Аюнского и Максима Амосова. И в архиве есть документы, вот как раз подчеркивающие это. Ну, это вот фотография, я думаю, тоже очень известная фотография. Здесь вот Михаил Федорович вот стоит здесь, вот видите, да? Это фотография 22 или 23-го, когда шел съезд, да, работа съезда. И это тоже известная фотография 24 года, вот как раз у входа здесь вы видели, наверное, вот эту фотографию. Вот что очень интересно, да, вот мандат, подписанный Аюнским, и я здесь вот расшифровал, да, вот этот документ. Настоящий мандат выдается заведующим статистико-экономическим отделом Наркомторгпрома Габышеву Михаилу Федоровичу, на которого по должности возлагается обязанность составления историко-экономического очерка Якутского края. Это, мне кажется, тоже очень важное дело было ему поручено, и тут прямо дается указание оказывать ему содействие всем библиотекам, всем архивам учреждений. И вот подписано председателем ЕЦК Юнским и вот также и нарком просвещения, первый заместитель, да, потом нарком торгпрома подписали вот этот документ. И далее тоже очень любопытный документ, подписанный Максимом Кировичем Амосовым, когда он короткое время занимает пост Народного комиссара торговли и промышленности. И тут прямо, значит, Максим Кирович рекомендует его на поступление в ВУЗ, да, отмечая способности товарища Габышева и принимая его заслуги перед Наркоматом торговли и промышленности ИАСР, а последний, то есть наркомат, предоставляет ему специальную стипендию для прохождения курса экономических наук в высших учебных заведениях Союза СССР. Да, здесь вот подписи Амосова, ну и членов коллегии. Тут, конечно, 20-е, 30-е годы, мы все знаем, что очень часто менялись и наркомы, и вообще в целом руководители нашей республики. Это было связано и политическими моментами. Но вот здесь интересна вот вообще история наркомата земледелия. Да. Но вопрос земли — это главный вопрос. Ну, как вы знаете, да, и 1917 год, да, с этим лозунгом все шли совершать революцию. И, конечно же, первое правительство Аюнского назначили наркомземом Донского первого, человека, который имел опыт работы в Нюрбинском улусе, он был головой улуса, потом и Земске работал. То есть этому вопросу уделялось очень большое внимание с первых шагов правительства автономной республики. И далее вот был назначен наркомом Наумов Назаров Афанасий Алексеевич, уроженец Нижнего Бестяха. И, кстати, он потом очень помогал
сохранению архива Максима Кировича, когда он в 1928 году был отправлен в Москву. Как раз об этом есть воспоминания супруги Максима Кировича, сохранились. Да? А далее, вот 22-27 годы, да, вот этот Наумов, он занимал, кстати, вот 5 лет, в течение 5 лет, вначале как заместитель, потом сам нарком. Далее, тоже всего лишь в течение года наркоматом руководил Николай Спиридонович Варфоломеев, тоже известный деятель государственный, потом он был поспредом, да, в Москве. И вот потом назначается Михаил Федорович. И, конечно, он проработал очень год, наверное, да, не более года, потому что вот есть данные, что 11 ноября наркомом был назначен Булякин Николай Васильевич. И вот это данные или сведения, насколько они правдивы, что он был переназначен на должность заместителя, вот надо, мне кажется, еще уточнить, да? Может быть, в архивах сохранились. А в чем была причина ухода его с поста наркома? Ну, как всегда, вот видите, этот документ тоже сохранился, да? Он попал под такой называемый ТИСК, вот, да? Материалы, тут прям материалы по ТИСКе МФ Габышева, да. Вот, к сожалению, ну, если говорить, что за этот документ, это, конечно, донос, да, на Михаила Федоровича. И, возможно, мне кажется, что здесь, таким образом, после отъезда Амосова, Барахова и как бы Платона Алексеевича Юнского, тоже с ухода с политических должностей, их соратников, мне кажется, фактически шло преследование их соратников, тех, кто их поддерживал. И мы знаем, что когда обсуждалось итоги комиссии Полуяна, многие выступили против, да, на заседании областного комитета партии. Ну вот и здесь тоже вот я выписку как постановление областного 22 мая 1930 года, его исключили из рядов вот, ВКПБ. И вот Михаил Федорович в этом же, скорее всего, в 30-м году, да, он уезжает в Москву, потом поступает. Да, сразу, да. То есть это в его отсутствие рассматривали это его дело и исключили из партии. Вот здесь я тоже вот как бы расшифровал вот это, ну, совершенно, ну, как бы с точки зрения сегодняшнего дня, ну, чуть ли не смешные такие, да, поставлены здесь обвинения. Вот, ну, к сожалению, вот Михаил Федорович, с одной стороны, он вынужден был уехать, а с другой стороны, возможно, наша наука получила выдающегося ученого, и в данном случае вот, у нас есть эта галерея. Да. Вот, спасибо за внимание. Ну, давайте придерживаться регламента, у нас времени совершенно оказывается мало. Да. Большое спасибо. Я вижу знакомые материалы мои. Ага. Тут надо сказать, что в 2021 году после возвращения, после окончания Свердловских курсов, ему было всего 19 лет, да, и он тогда уже писал автобиографии, что он хочет посвятить себя экономической науке. Он сдержал это слово, это одно, да. И потом вы тут заметили, да, у него же это псевдоним был Пресненский. Это значит, он в 18 году за казенный счет его отправили учиться в земскую школу, Улюмир, который открыл где. Вот сразу вот с этими, с молодежью революционной, поэтому его все, и Аюнский, и Амосов, все его знали, очень любили за скромность, за знания, вот.
пользовался авторитетом. И в 2020 году очень многие хотели поехать на курсы, отбирали. Вот он с Качуги пешком шел. И воспоминания Льва Михайловича даже есть как Союзским. А вот я тоже по датам потом проверю, как это. Но Аюнский в его отсутствие в Алюкинске был. Это однозначно день. Приехали они в 2021 году очень поздно. Аюнский относился к Михаилу Федоровичу очень хорошо. И последний год, когда он был в Москве, они встречались. Это, я даже знаю дачу, как называлась, которую он продал, чтобы приобрести и реставрировать эти прекрасные работы. Да? Так, наркомдем. За что его выбрали? Он до этого еще, он основоположник, научник сельскохозяйственной науки. 27-й, он, вот у нас под Покровском был это все они с Георгием Павловым ходили, обходили, место выбирали. Там вообще замечательные станции были и селекционная. И потом не надо забывать о том, что Михаил Федорович учился в то время, когда были еще живы такие маститые ученые, как Чаянов, как Вавилов, как Фортунатов. Ну, в общем, он учился у тех, у кого надо. Итак, потом, значит, Самосовым, после того, как его назначили наркомат торговли, он был первым его секретарем. А отозвали его, поскольку не хватало тут грамотных людей. Яцики, секретарем Аюнского он был, и очень теплые у них отношения. Вот у меня такой пробел, где его назначают кооперации. Вот, ага. А выехал он в ноябре 29 года, семья через год выехала по болезни. Это, скорее всего, согласовал, видимо, с друзьями, тогда Амосов, Варфоломеев уже в Москве были, чистка шла, вот этот Автун, который за каждым какой-то зоотехник Николаев за ним топтался, потом, ага, вот, каждое слово, каждое это, вот. Ну, вот такое время было, да? А вот насчет коневодства, тут надо сказать, я в своем выступлении, может, не успею сказать, но то, что вот животноводство, коневодство Михаила Федоровича, во-первых, это, помните, статья была Амосова в 25 году назад к мысу. И когда его наркоматом назначали, кстати, были возмущены, что он такой молчаливый, такой скромный, как он будет в наркомате работать. Тогда Варфоломеев сказал, это очень такой обширно знаний человек, он участвовал, вот это, кстати, я не смогла найти, очень большую помощь оказал Якутской комплексной экспедиции, у него предложения всегда отдельные. Вот это какой-то пробел, потому что я не могла найти такие документы, ну, найдутся, наверное, где. И вот коневодство, оно связано с Ильей Егоровичем Винокуровым. Когда фильм создавали, я сколько пыталась толковать, что это очень основная. Нет? Ну вот такое и есть. Ага, спасибо. Ну я, честно говоря, всю жизнь занимаюсь с этими табунщиками, в отрасли сельского хозяйства вообще-то. Я закончил университет сельскохозяйственного факультета. Ну, начал работать в институте сельского хозяйства. Ну, отделение там было производства. Николай Павлович Андреев был такой. Ну, я работал. Ну, а дальше, конечно, перевелся на Министерство сельского хозяйства. Ну, на этой отрасли я учился. И как общественник работает. Ну, тут все рассказали, короче, про лошадь, про историю. Ну, а я вот, мы же, давайте приземляться. У нас в республике есть отрасль, целая отрасль табунное перевозство. Дорогие, вот постоянные разговоры, конечно, я много слышу. Вот среди ученых разговоры такие вот на различных уровнях. Но это хорошо, конечно, слушать хорошо.
какие-то доказательства, что ИПТ занимает лошадь, имеет лошадь. Ну, тема у нас закон по ходу, как бы, реализация закона, да? У нас мы основываемся, вся работа в отрасли сельского хозяйства и табунное производство руководствуется законами, дорогие. Но я как начал общественную работу по табунному производству, вот, участвовал, я прямо могу сказать, в разработке законов. У нас вышел в 2016 году закон о развитии сельского хозяйства Республики Саха. Вот. Но я прямо сейчас, честно говоря, а меня никто не знает. Ну, работал я как общественник. Я автор закона по производству кумыса. Я вот сижу, автор. Вот. Ну, затем вышел в 2002 году вот, утвердили закон о производстве кумыса. И в 2003 году вышел закон о табунном коневодстве. Вот, на сегодняшний день как реализуются эти законы. Но я прямо скажу, никак не реализуется. Не увеличивается поголовье лошадей у нас. Представляете, у нас в сельском хозяйстве, да, в республике насчитывается около 160 тысяч крупный рогатый скот. Среди домашних животных у нас количество лошадей в самом большом количестве. Лошадь. У нас самое большое количество лошадей среди домашних животных. Это лошадь у нас. 180, колеблется 4000. Оленей у нас домашних, мало. Сколько насчитывается? Около 140 тысяч. Вот. Значит, лошадей, казалось бы, у нас много. И в России много у нас. У нас в Якутии много лошадей. А вот у нас, как я хотел сказать, что возвращаться опять законы приняты, а там указывается сохранение, развитие генофонда лошадей, якутских лошадей. Но законы не выполняются. Почему? Потому что планы приняты были в Министерстве сельского хозяйства, вроде ведет работу как будто Министерство сельского хозяйства. А законы почему не выполняются? Потому что у нас нет управляемости на этой отрасли. Никто не занимается этой отраслью. Я прямо скажу, не обижайтесь, Леонид Николаевич, у нас нет специалистов по коневодству. У нас министерство, аппарат целый есть, Министерство сельского хозяйства. Но чем они занимаются? Там ни одного специалиста нет. Нету отдела по табунному коневодству. Хотя раньше было. Там специалисты работали на постоянной основе. Зарплату получали. 2-3 специалиста были раньше. При советской власти, да. А сейчас нет такого. Вот. Поэтому, к сожалению, я буду констатировать, что придется, что у нас законы не реализуются никак. Потому что, еще раз говорю, нету у нас управления над этой отраслью. Вот. Планы были приняты до 2020 года. Вот. План был такой, хотя бы увеличить до поголовья лошадей
до 209 тысяч. Но у нас никак не было. Деловой выход у нас уже ребят колеблется в республике 57, от силы 58 выход. Потому что мы вроде бы приняли закон, так сказать, выделение пастбищных угодий. У нас в республике, вот у Габшева есть. Вот эта Габшева книга, это постоянная. Как я вот стал специалистом, у меня это настольная книга. У каждого человека должна быть вот эта книга, настольная книга. Потому что здесь все указано. Вот, ну, правильно говорит Леонид Николаевич, это коневодство, это для местного, так скажем, коренного жителя, это традиционная отрасль. Вот. Но у меня есть книга. Мне вот, я в библиотеке Пушкина показывал, они мне сказали, что удивились. Оказывается, про лошадей есть человек, это сколько лет уже прошло, там, ну, 7-8 лет прошло, как человек, который пишет про коневодство. Вот. Удивились. Потому что нету людей, которые заинтересованы в развитии как бы нашего традиционного отрасли табунного коневодства. Вот. У нас вот пастбищные угодья. Габшев тут пишет 700 тысяч гектаров пастбищных используется слабо. А в литературах, ну я уже давно это, если память не изменяет, 2 миллиона пастбищных угодий в наличии есть пастбищные, не используются. Хотя в законе написано, что надо использовать по технологии Габшева. Это все. Вот. Пастбищные угодья. Вот. Там поэтому нет увеличения. Ну, не используем пастбищные угодья, понимаете? Вот. Габшев тут тоже пишет, что количество за несколько лет можно увеличить еще так дальше время, да, 60-е годы, 70-е годы, можно увеличить до 400 тысяч голов лошадей у нас. Это он предлагает только те освоить, если мы будем осваивать пастбищные угодья, тогда можно увеличить поголовье лошадей. Вот Габшев пишет. Ну, все у меня. Так что, к сожалению, мы, Союз табунщиков, уже давно внесли предложение, да? Надо предусмотреть, как бы, ну, мы сравняли, в законе указывается, что табунное коневодство это традиционная отрасль, как оленеводство. Сравняли мы. В законе все написано. Хотя, но в отрасли оленеводства там есть много организаций. Там департамент оленеводства, там ТАВА и так далее. Поэтому они защищены как бы. Вот. А наша отрасль табунного коневодства абсолютно забыта. Забыто, все забыто. Я поэтому писал, я могу вам сейчас наше вот обращение показать. Вот я раздал сейчас обращение к руководству республики, общественную палату, чтобы предусмотрели, как-то вот структуру какую-то, чтобы постоянно, системно занимались табунным коневодством. Микрофон. И поэтому я предлагаю погрузиться уже в духовный мир Михаила Федоровича Габшева. Мы же теперь знаем, конечно. Микрофон. Наверное, вот это надо, да? Мы теперь знаем, какой огромный вклад внес Михаил Федорович в науку, сельскохозяйственную культуру, материальную культуру, какая огромная политическая общественная деятельность. И только диву даешься, когда же он находил время собирать
его отдушно, он же должен был отдыхать. И вот для него отдых – это картина, произведение искусства. Человек очень глубоких энциклопедических знаний, он собирал не просто так просто взял и коллекция. Коллекционирование – это очень сложное явление, причем, оказывается, он вообще с детства коллекционировал. Я вот читала статью Асель Вовна в журнале «Евразия», и пишет Асель Вовна, что он с детства коллекционировал там всяких бабочек, там гербарий собирал, то есть это уже опытный. А в коллекционировании существуют разные. Кто-то собирает одного художника, то ли одну тему, а тот, который собирает, скажем, эпоха, страна, произведение искусства, такой метод называется нишевой научный метод коллекционирования. Именно таким, хорошо вы мне показываете, да? И так, почему он выбрал именно 17 век? Потому что 17 век – это золотой век искусства, когда… Мне поможешь потом, да? Посветь тут рядом. Вот. И он… До этого предшествовала ему эпоха Возрождения. Возрождение это проповедовало идеал гармонии, то есть человек, живущий в согласии с природой. Но в 17 веке человек уже понял, что не может жить постоянно в согласии с природой. Мир разнообразен. И именно в 17 век, это золотой век искусства, показал, какой огромный мир существует вокруг нас. Именно в 17 веке появляются национальные школы, появляются такие школы, как Франция, Голландия, Италия, Франция, Испания. И все-таки, прежде чем собирать, мне так кажется, он не совсем расстается. То есть расстается он с высоким возрождением именно вот этой картины. Вот здесь, видите, Франчеллица называется «Мадонна у колодца». И смотрите, ну, кто, например, знает Рафаэля, наверное, сразу можете вспомнить именно Рафаэля, потому что в духе Рафаэля написана эта картина, а ведь он был не только современником, он был всего лишь на год старше Рафаэля. То есть они вместе жили, рядом, наверное, росли. И вот друг Андрея Дель Сарто был большим поклонником, вообще другом Рафаэля. То есть мы с вами видим современника Рафаэля в этой картине. И это здесь действительно вот эта прекрасная природа, пейзаж и Мадонна с младенцем у колодца. Кстати, очень редкая композиция у колодца, потому что обычно показывают на троне, там в кресле. А колодец – это символика, символ чистоты и глубины христианской веры, чистоту самой Марии. И на этом, пожалуй, расстается Михаил Федорович с Возрождением и переходит к XVII веку. Ну, начнем мы так с итальянского раздела. В итальянском разделе как раз, ну, должна я вам сказать, что Михаил Федорович, конечно, четко знал, что нужно собирать. Не просто вот так взял у кого-то 17 века, определенное стилевое направление. Определенные жанры. В 17 веке впервые появляются такие жанры, как натюрморт, батальный жанр, анималистический, которых вообще не было в эпоху Возрождения. Натюрморт – один из самых распространенных жанров, который появляется, например, в Фландре, в Голландии. Так у нас. Вот, я вам показываю сейчас Снейдерса. Это фламандский художник. Натюрморты все очень разные. Скажем, вот во Фландре каждый, посмотрите, как много здесь рыбы, да? Каждый очень много. Это Фландрия. А, скажем, Голландия любили, вот следующее, пожалуйста, Голландия любили вот разные вещи показывать, причем с любовью, ну вот это стекло, вот это материальность предмета. А итальянский пейзаж, натюрморт, сейчас мы смотрим, итальянский натюрморт совсем другой. Он выполнен в духе караваджизма. Ну, я, наверное, должна напомнить, тут, может быть, не все это знают, что в 17 веке именно в Италии возрождается стиль, не возрождается, зарождается стиль барокко.
Это такой эмоциональный, такой стиль, именно считался стилем богатых. Он в архитектуре, скульптуре, именно только аристократия устраивала здания в стиле барокко, и картины такие эмоциональные, жизнеутверждающие. И еще направлением барокко был караваджизм. Вот, пожалуйста, натюрморт следующий. Вот это как раз итальянский натюрморт. И здесь, смотрите, художник как будто хочет нам показать ближе каждую вещь. Да? Вот видите, как объемно все это отображено. А это называется стиль караваджизм, когда очень резкие контрасты освещения. Темный фон, на этом фоне ярко освещаются отдельные фрукты, и вот они к нам максимально приближаются. Именно Караваджо владел таким мастерством, и это было так потом увлекательно, что практически караваджизмом увлекались все художники и в других странах. Вот, это значит первое мы смотрим, натюрморт. Теперь в стиле барокко. Караваджизм – это тоже разнообразие барокко. В том же стиле показана картина «Обращение блудного сына» называется. Это великолепный стиль, конечно, барокко, потому что мы здесь видим, опять же, крупные планы. Смотрите, опять же, на темном фоне ярко освещенная фигура молодого человека, блудного сына его называется, да? И он кажется таким особенно мощным, и подчеркивается какая-то его сила, и в то же время вот то эмоциональное настроение, то, которое он, например, совершил. Он понял, что он совершил в своей жизни раскаяние. То есть эмоциональность – это один из признаков, обязательных из признаков барокко. Ну, в таком же стиле барочного караваджизма написана картина «Святой Иероним». Но автором считают круг художника Рибера. Но я не знаю, правда ли это, потому что Рибера – это испанский художник, который жил в Неаполе, но это не значит, что обязательно неаполитанский, потому что у Рибера очень сильные мученические страдания. А здесь, мне кажется, Иероним сидит не столько как в страданиях, сколько как философ, внимающий звуки трубы. И вот смотрите, он руками показывает на колесный крест. Это тоже символ христианской веры. Это одно было направление. А теперь другое направление итальянской живописи, болонский академизм называется. Основателями были братья Караччи. Братья Караччи, они основали впервые вообще в истории искусства Академию художеств. И что они проповедовали? В отличие от барокко, они призывали вернуться опять же к эпохе Высокого Возрождения, опять же к античности. Отсюда идет опять идеал этой красоты, это внутренней собранности. И именно вот эта картина, которую я вам сейчас предлагаю, называется «Молящаяся Мадонна», она находится, Сосаферата, автор, напоминает образ Рафаэля, то есть это стиль болонский академизм. Святая Цецилия, следующая, пожалуйста, картина Никола Ремьера. Ну, я думаю, что эта картина вообще вне стилевого направления. Почему? Потому что здесь очень сложное приобретение. Ремьера сам вообще очень увлекался. Он начал с караваджизма, потом увлекался академизмом. И как раз мы здесь видим черты вот этой караваджизма. Вот теперь вы поняли, что такое караваджизм? Это когда темный совершенно фон и яркое освещение, контрастное освещение. Это здесь есть. Теперь вот эта красота, это какой-то углубленность себя, какой-то идеал, это идет от академизма. То есть он здесь, именно Ремьера, увлекавшийся академизмом болонским и караваджизмом, он воплотил эти два направления именно в этой картине. И где-то вспоминается даже маньеризм, это прошедшие эпохи. Так, это мы сейчас посмотрели академизм Цецилия. Я сейчас просто, знаете, я вам вот выборочно показываю, чтобы посмотреть, как Михаил Федорович отбирал свою коллекцию. Он отбирал страну,
потом отбирал стиль, направление, а поскольку в Италии было вот 3 главных направления: барокко, караваджизм, болонский академизм, и мы это как раз увидели на этих произведениях. Но в XVIII веке сама Италия, в то время Италия как-то немножко оторвана была от Венеции. То есть Венеция была несколько оторвана, считалась чуть ли не другим государством. Венецианское искусство, оно отличается большим такой ярким колоритом. И очень много там любили больше писать картины на аллегорическую тему. Ой, это, наверное, вы не то показываете. Конечно, картина «Кронос» обнаруживает. Это нет, Кронос обнаруживает истину, нет. А вот, Кронос обнаруживает истину. Это венецианский период итальянского 18 века. Автор этой картины Питони, ну, считай, Питони, он был президентом Венецианской академии художеств. То есть это очень яркий представитель именно венецианской школы. А в Венеции как нигде так умели, так любили изображать красоту обнаженного нагого тела, такой жизнеутверждающая красота, женская красота, она возводится вообще вот на высоту небесную. И теперь перейдем к голландской и фламандской школе. Вообще-то можно было бы их объединить вместе. Почему? Потому что это же бывшие Нидерланды. В XVI веке Нидерланды была отдельной страной, но Испания вторглась. Испания разделила страну на 2 части. Южная Нидерланды стали называться Фландрией. Они вошли в состав Испанской империи. А северные Нидерланды, они отстояли свою независимость, называется Голландская республика. Один и тот же народ, говорящий на одном и том же языке, одна история, но совершенно вот из-за политических, вот из-за Испании, а в Испании очень была сильная католическая церковь, а в Голландии нет. В Голландии вообще боролись, это, в общем, очень сложная тема, но именно голландцы, там кальвинизм, это протестантская церковь, которая совершенно не признавала католическую, а кальвинизм вообще не признавал искусство. Вот странно, да? Во Фландрии испанская церковь, католическая церковь Испании, она оказала влияние в Фландрию, и поэтому там церковь заказывала картину художникам и аристократе, королевский двор. Они считали важным украшать свои дворцы, храмы произведением искусства. И художника процветали. Рубенс это вообще его разорвали на 2 части, не только в самой Фландрии, но и в других странах. А бедные голландцы, они не принимали, не получали заказов ни от кого, в смысле правительства нет, церковь вообще их не признает, и поэтому им заказывали картину купцы, их назвали бюргерами. А бюргеры, у них были маленькие домики, эти домики надо было украшать маленькими картинами, и очень такое, чтобы не было там исторических, аллегорических жанров, должны были быть портрет, пейзаж такой небольшие. И вот картины такого плана стали называться малыми голландами. Так, а здесь я начала было говорить о Фландрии, что Фландрия была протекторатом Испании. И здесь, конечно, выдающуюся роль у Рубенса я вам не буду говорить, вы сами посмотрите, там картина, есть у нас стоит парадный портрет герцога Альберта VII, инфанты Клары Изабеллы Грении. Ну, считается, это работа Рубенса. Ну, возможно, то есть не Рубенса, а школа Рубенса, да? Нет. Но, Это фламандский художник 17 век. ну вот Рубенса, школа Рубенса. Не школа Рубенса. У вас там, по-моему, было написано так, да? Ну хорошо, но почему бы не Рубенс? Потому что Фландрия в этом веке, в это время, ну ладно, я это мастерская какая-то работа, я думала, очень она близка к Рубенсу, потому что сам король, королева, они считали нужным заказывать портреты именно очень великим художникам.
А вот тройной портрет, сейчас сразу мы идем к тройному портрету Карла I. Это тоже вот считается работа фламандского художника, тоже не Круга Ван Дейка, Круга Антониуса Ван Дейка. А Ван Дейк — это фламандский художник, он совершенно другой, он не такой, как Рубенс, хотя одно время считался он его учеником. Это был такой аристократический художник, он писал портреты именно аристократов, таких и прекрасных, бледных, таких. А вот как раз поэтому очень хорошо он пришелся по душе английскому королю. Английский король Карл I его пригласил. Он там прожил практически всю жизнь, и он там и остался. И вот тройной портрет Карла I. Да, пожалуйста, два портрета. Вот это вот какой мы сейчас портрет показываем. Один портрет находится в Виндзорском замке в Лондоне Карла I. Вот. А второй портрет вот у нас тут находится. Разница, конечно, ну, во-первых, у меня, конечно, фотография не может передать колорит, вы сами понимаете, как меняется. Но картины совершенно идентичные. И вот считается это круг Ван Дейка. А я думаю, почему не сам Ван Дейк? Просто рассуждения у меня такие. Карл I — это очень такой чопорный английский двор королевский. Они заказывают художника, известного художника, который Карл очень любил, и Ван Дейк пишет этот портрет. Но кто осмелился зайти в вот эти комнаты, где пишет эта картина, и сделать из него копию? Такие копию вряд ли королевский двор кому-то заказывал. Он мог делать только сам автор, потому что если вот другой художник, он вообще немножко по-другому было бы сам автор. Поэтому, если вы докажете, что это действительно копия, сделана самим Ван Дейком, это было бы великолепно. У нас считается это мастерская. Да вот я знаю, мастерская. Обычно портреты, ну, человек 5-6 писали. Да. Один художник. Да. Потому что во-первых, этот портрет был написан для итальянского скульптора Бернини. Да. Он посылался в Италию. Да. Дороги были ужасные. Сейчас у нас дороги, как говорится, оставляют лучшего, а в то время, тем более на каретах этих и так далее. Конечно, портреты вообще могут исчезнуть. Поэтому как бы делались повторения. И где-то маэстро прикладывал свою руку. Возможно, и здесь есть рука Антониса Ван Дейка, но дело в том, что кроме, ну, вот самое главное, конечно, визуальное, вот такое, сравнительный такой, описательно-сравнительный анализ, но к нему прикладывается обычно еще технико-технологические исследования, которые здесь у нас в Иркутске невозможно сделать. Вот. Для того, чтобы установить, скажем, краски того ли времени, как они растерты, как они ложатся, какой грунт там, какой холст там все это учитывается. Вот. Ну, конечно, только по одним технико-технологическим исследованиям невозможно сказать, что это та вещь, просто она констатирует, может быть, время. Вот. Здесь только вот играет вот такой сравнительный анализ. Но я скажу, что в Виндзорском замке я была там, так, очень светлый колорит. Очень светлая работа с голубыми такими яркими какими-то жилетом и так далее. У нас потемнение лака, конечно, очень сильное. Очень сильное потемнение лака, которое ну, как бы смазывает картину вот эту колористическую. Поэтому здесь нужны, конечно, вот эти вот технико-технологические исследования. Ну, конечно, вот такие анализы очень сложно делаются, естественно, там видно каждый, да, и то, что ты внешне, абсолютно, конечно, просто чисто такое умственное рассуждение, такое, как могли они заказывать, скажем, другому художнику, который точно мог воспроизвести, как Ван Дейк. Этот год, конечно, надо было бы еще знать, потому что Ван Дейк умер в 1641 году, и он прожил картину. И
Ну, но тут еще хочу сказать, что английская живопись, она развилась благодаря Ван Дейку. Когда Ван Дейк еще в 17 веке Ганс Гальпейн, младший там, они заложили основу английской живописи. Английская живопись только в 18 веке начинает появляться. А почему так долго, почему так медленно? Потому что протестантская религия не позволяла развитию искусства. А Англия очень долго была протестантской. Вот когда она католичество приняла, то с 18 века, благодаря вот этим художникам, там развивается искусство. Теперь следующий, идем дальше, да. Ну, говорил о Фландрии, сейчас мы говорили о Фландрии, и там, конечно, вот такие художники, Рубенс, Ван Дейк, они были самые известные, но очень много там было художников в разных жанрах, это в основном бытовой жанр, и причем бытовой жанр, вот это смешно и несколько кажется картина, да, называется «Ссора у камина» Адриана Браувера. Адриан Браувер тоже был, ну, в свое время, может быть, он не был известен, как позже стал очень известным, а потому что художников вот этой фламандской голландской школы, которые любили картины на тему драки, ссоры, шулерства, это идет от великого Питера Брейгеля старшего, художника 16 века, которые первыми безобразные, некрасивые возвели в ранг высокого искусства. И не потому, что они этим любовались. В этом, конечно, и был такой моральный, морализирующий, сатирический подход. Это вот, значит, это была Фландрия. Голландия, голландская живопись, она, ну вот я вам уже сказала, что она отличается от французской. Я уже заканчиваю, да. И вот поэтому я только одну картину покажу голландской живописи «Виноделие». Почему одну показываю? Потому что здесь на одной картине очень много сюжетов. И вот это сюжеты разнообразных этих фигур, уходящих вдаль, это нас относит опять же к традициям традициям Питера Брейгеля. Ну и два слова буквально о французской школе. Но французская школа должна быть больше хорошо представлена, что во Франции именно появляется классицизм. В 18 веке только во Франции начинается такое искусство рококо, сентиментализма и неоклассицизма. И все эти стили здесь представлены. Так быстренько представим. Здесь мы видим картину типа рококо. Ну давайте дальше, у нас времени нету. Это, можно сказать, вспоминаем великого Антуана Ватто, который был основателем стиля рококо, но и здесь как раз тема театра, которым увлекался Ватто. Это школа, это группа Ватто. Так, следующее. Это рококо, идем дальше, рококо. А вот эта девочка такая, она миловидная, это стиль сентиментализм, который ввел впервые грез, и вот эта ученица греза выполнила. Таким образом, что мы видим? Мы видим все, практически все жанры, дальше быстренько еще что-то умеет, а вот эта картина, которая вот там висит, она относится к стилю неоклассицизма, эпоха Наполеона. Таким образом, заканчивает очень остроумно вот этой картиной барбизонской школы. Пейзаж. Почему я говорю, это гениальное завершение? Потому что барбизонская школа 19 века, она является предвестником будущего импрессионизма, а импрессионизм оттуда начнет уже свои корни в будущий модернизм и наше время. Таким образом, чисто такой очень точно выхваченный научный принцип коллекционирования, принцип нишевой коллекционирования мы видим. Ну вот, спасибо. Спасибо. У нас доцента по философской антропологии, философии, культуры, научный сотрудник Янийский Зоран, ренессансная личность Якутии Михаил Федорович Габышев. Пожалуйста, Алексей Гаврилович. Спасибо, Васильевна. Ну, казалось бы, такое очень оригинальное название, и, может быть, оно даже не стыкуется с нашим сегодняшним героем Михаилом Федоровичем
Габышевым на первый взгляд, но, на мой взгляд, здесь нужно сделать определенные допущения и относительно них именно попытаться доказать то, что это человек ренессансного типа. В Суе мы привыкли определять человека ренессансного типа как человека многоаспектного, талантливого в нескольких сферах. И это лежит как бы содержательно, действительно, на поверхности. Но мы, как принадлежащие философскому знанию, нам больше интересен онтологический разрез вот этого явления. Потому что, на наш взгляд, термину «ренессанс» можно приписать и ряд новых феноменов, ряд новых явлений, просто как феномен культурного ренессанса. И когда мы говорим про это, мы, например, сразу вспоминаем о русском культурном ренессансе конца 19-го, начала 20 века, русском серебряном веке, которому это поколение первой и второй волны якутской интеллигенции принадлежало буквально и по датам своего рождения, и по апогею совпало вот именно, вот если говорить конкретно о Михаиле Федоровиче, вот со своими молодыми годами, с годами своей зрелости и воплощения реализации своих задуманных планов молодости. Поэтому мы можем причислить его и по этому признаку и считать тоже фигурой ренессансного типа. Теперь сделать можно такое мое личностное отступление. Михаила Федоровича Габышева я узнал, может быть, с детства. Знаете, и в советские времена, это 80-е годы, 70-е, конец 80-е годы, выпускались такие подарочные издания на хорошей такой глянцевой бумаге по Якутии. И вот у нас дома было несколько книжек, в которых были и черно-белые фотографии, которые здесь, вот здесь в фойе у нас одна из этих фотографий есть, где Лев Михайлович вместе с посетителями именно вот этого зала сфотографирован, и он рассказывает, ну, видимо, проводит какую-то экскурсию. И есть другие были книжки, уже на Хабарова 27 были цветные фотографии, где тоже были изображены вот эти картины. И у меня просто уже в голове это не могло поместиться, как у нас в таком далеком северном крае находятся такие картины, потому что мы привыкли, уже с детства знали, что эти картины либо где-то в центре, в Москве и в Петербурге, или где-то вообще за рубежом в каких-то галереях. И вот знакомство с высокими достижениями западноевропейской культуры у нас происходило начало происходить интенсивно в 80-е годы, когда вот, видимо, на Олимпиаду 80 стали массово изготавливать цветные телевизоры. И вот, по-моему, в 80-м году у нас дома появился цветной телевизор, и я впервые в цвете увидел интересные передачи. Я, может быть, ошибаюсь, но там был какой-то мужчина-искусствовед, который тоже вдохновенно под музыку рассказывал о вот этих картинах западноевропейского искусства. Может быть, это был Угаров? Вот у меня какая-то фамилия Угаров. Вот почему-то запомнилось, да? И потом 95-й год, когда в наши советские квартиры, уже не советские квартиры, в 95-м году пришла Ася Львовна с рассказами, которые были записаны национальной вещательной компанией «Саха», и они назывались «История одной картины». И там, я помню, вот как раз этот тройной портрет был, у меня в памяти это осталось. И я вот об этом я знал, но на Хабарова 27 этих картин в экспозиции ни в 80-е годы, ни в 90-е, как бы они не... В 2004 году мы здесь закрыли. Да, мы уже, вот про это мы уже вообще не знали, а на Хабарова 27, вы сами знаете, там была очень печальная в начале обстановка, и я когда туда приходил, там в основном были какие-то событийные выставки, этих картин в экспозиции почти не было, и мы их знали, что они где-то есть по картинкам из советских книжек о Якутии, глянцевых книжек. И потом, однажды, у меня вот такое впечатление было, как вот в нашем таком провинциальном крае появились эти картины, и как этот человек все это смог реализовать, привести
приобрести когда-то в то время. Вот это такой был вот просто познавательный вопрос. И это был как бы такой маленький культурный шок. Но второй мощнейший культурный шок я испытал, когда уже будучи преподавателем философии в сельхозакадемии, когда-то на Павлика Морозова 2 для заочников я преподавал и давал философию. И вот в перерыве я опустился на первый этаж, а там был институт повышения квалификации. И зайдя в одну аудиторию, я увидел старый стенд. И на этом стенде я вдруг опознал портрет Михаила Федоровича Габышева. Я подошел ближе, ну при чем тут сельхозакадемия, при чем тут зоотехния, и при чем тут Михаил Федорович Габышев. Когда я подошел ближе, посмотрел, и там была плохо отксерокопированная фотография обложки книги «Якутская лошадь». Это был для меня второй шок. И потом, впоследствии, когда вот я перешел уже в Якутский научно-исследовательский сельского хозяйства, я эту книгу нашел в библиотеке, почитал, и как потом специалисты сказали, что это вот действительно настольная книга, это, можно сказать, такая была первая Библия о якутской лошади. А якутская лошадь — такая фундаментальная работа. И это, вот я передаю личные впечатления, это не могло поместиться в моем сознании. Как можно было, мы его знали как искусствоведа, и потом открываем его как глубокого экономиста-зоотехника, знания якутской лошади. И потом вот это вот оставило такое очень сильное мое личное впечатление. И мне кажется, вот это были как раз ренессансные личности. Почему? Потому что они овладели этой культурной парадигмой модерна, и, исходя из нее, оглянувшись, посмотрели на свою родную культуру и оценили потенциал ее развития. Культурный ренессанс, на мой взгляд, это вот как раз способность овладеть и инокультурным символизмом и творить новые символы. И вот мне кажется, одним из символов семьи Габышевых является вот эта коллекция, которая сейчас превратилась в вот эту прекрасную галерею, а вторым символом, собственно, является якутская лошадь. Якутская лошадь. То есть вот здесь соединяется и модерн, и здесь соединяется этническая культура. Мне кажется, вот это и есть основные условия того, что есть контактный культурный ренессанс. И поэтому этот контактный культурный ренессанс, который случился в русской культуре, а это было, вот сейчас мы искусствоведов читаем, они говорят, это было соединение символизма русской народной культуры и символизма эпохи модерна. Они вот когда соединились, появились мощнейшие культурные явления. Ну там вы все знаете и изобразительном искусстве, вы знаете и, вот, и русский балет, вы знаете и сейчас русская литература и, собственно, ну, скажем так, поэтический русский серебряный век, да, со всеми этими различными течениями, в том числе и символизмом, русским поэтическим символизмом. Поэтому, на мой взгляд, вот это очень значимое явление, и когда мы говорим о контактном культурном ренессансе, вот проходит как раз столетие, и мы вот сейчас, именно сейчас переживаем, на мой взгляд, очень яркие проявления этнического культурного ренессанса. Этнического, ну, говорим о культурном ренессансе в республике Саха-Якутия. И вот здесь получается, что, мне кажется, вот если говорить, заканчивая, обобщать то, что они сделали, это то, что они открыли в себе о европейской культуре. И не поделиться этим открытием со своим народом, вот это было бы непростительно. И, на мой взгляд, то, что они совершили, вот этими плодами мы пользуемся сейчас. Вот получается, прошло вот столетие, и вот когда эта галерея обрела полновесное свое эстетическое воплощение, вот такая красота, неописуемая, вот это после реконструкции, самое главное, здесь появилось такое классное освещение, и эти картины заиграли совершенно другим светом. И вот сейчас молодое поколение, может быть, это недооценивает, но благодаря тому, что здесь сделана вот такая хорошая подача и форма, в том числе освещение, мы можем в глубине ощутить и оценить и понять что-то именно из того, что они смогли, вот получается, ну, примерно столетие назад, да, ну, чуть меньше, да, оценить и понять. И это вот очень важно. И это такое же
родное твое по рождению, как и якутская лошадь, как и якутский балаган и камелек, который, кстати, вот Михаил Федорович не раз вспоминал, с любовью якутский балаган, якутский камелек и так далее. Это было его такое же родное, и такое же родное они открыли в европейской культуре. И не поделиться вот в контрасте с нашей социальной бытовой необустроенностью вот этих 50-х, 60-х годов, не поделиться этим в контрасте. Вот это был подвиг, с одной стороны, и они прекрасно предполагали, и вот получается, то, что они сделали, это сейчас обрело именно свою совершенную форму, и в полноте реализации мы можем оценить именно сейчас. Ну вот на этом я вкратце и закончу. Но может быть еще есть такая моя догадка. Все-таки Михаил Федорович, как вы знаете, был воспитан, он по национальности биологически, мы же видим, да, что он не принадлежит народу Саха. И может быть, вот я тоже у меня символически так соединилось, знаете, что искала эпоха Возрождения европейского в античности. Она же, помните, как у Леонардо да Винчи это ярко проявилось, они же искали вот эту тайну улыбки не от мира сего. Это Мона Лиза, Джоконда, с которой Леонардо да Винчи никогда не расставался. И все эти античные скульптуры, ну, это в философии, да, ну вот Паоло Волкова прекрасно про это рассказывает, это же взгляд не от мира сего. Вот эта тайна вот этой улыбки, которую искали. И может быть, вот символически Михаил Федорович, ища, может быть, вот это же большая работа, внутренняя работа, идентифицировать себя по национальности, кто ты и так далее. И он же все-таки потом, когда вырос, он прекрасно представлял, может быть, вы тоже как раз подробно об этом расскажете, он же понимал, что он как бы не родной ребенок, да, ну, так это грубо будет звучать, но может быть вот именно соединение с этой такой улыбкой Мадонны, оно в каком-то плане компенсировало то, что, может быть, он переживал. И таким образом, может быть, соединялся, идентифицировал тоже себя. И, собирая эту коллекцию, может быть, тоже процесс самоидентификации его, как личности, как человека культуры, происходил именно, может быть, через этот процесс коллекционирования. Исторического факультета, кафедра «Всемирная отечественная история, этнология, археология». Тема «Образование Русской ССР. Лидеры молодой республики». Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Ну, сколько у нас время тоже отжимает, я вкратце, наверное, да, остановлюсь на некоторых основных моментах своего доклада. Я в своем выступлении перекликаюсь с выступлением Олега Гавриловича, просто, видимо, в одном направлении мыслим, занимаясь примерно одной тематикой, одним периодом, да, поэтому назвала свое выступление «Образование Якутской ССР. Лидеры молодой республики». Вообще весь этот 2022 год у нас проходит под знаменем столетия образования СССР, очень много мероприятий проходило. Сейчас к концу года уже завершается, да, серия вот этих больших конференций, круглых столов, где мы говорили об образовании Якутской АССР. И в своем выступлении мне хотелось бы вот как раз немножко тоже обратить внимание на то время, в которое жили эти люди, стоявшие у истоков якутской государственности, об окружении, да, в котором они работали, и остановиться на некоторых аспектах их биографий, политических биографий, да, а вот тех людей, которые у нас стояли у истоков Якутской АССР. Как мы знаем, 27 апреля 22 года образована Якутская АССР. События это и сам процесс мы сегодня должны рассматривать, конечно, не в контексте таком вот общероссийского, да, процесса национально-государственного строительства, который происходит в это время. И при этом мы говорим и об особенностях образования Якутской ССР, когда нашим молодым лидерам, действительно все очень молоды, да, пришлось приложить очень много усилий для того, чтобы это событие произошло и состоялось, да, и республика была образована. Ну и когда мы осмотрим на биографии наших поэтических лидеров, то
в принципе, мы видим очень много общих черт, да, которые объединяют их, которые ставят их в определенный какой-то единый ряд. Очень много схожего мы здесь можем увидеть. Вот на это я хотела как раз сегодня обратить ваше внимание. Республика создается, принимается решение о составе первого правительства, первого Совета народных комиссаров Якутской ССР. И вот как бы рассматривая личности председателей СНК, да, можно как раз увидеть вот некоторые такие схожие черты в их поэтических биографиях. Ну, как уже сегодня говорил Олег Гаврилович, первым главой Совнаркома ЯССР был Платон Алексеевич Слепцов-Аюнский. И вот по биографии мы видим, что это люди, родившиеся примерно в 90-е годы 19 века, да, то есть это самый конец 19 века, или вот некоторые захватили совсем самое начало века 20-го. Да. И вот также объединяет наших первых поэтических лидеров то, что они как бы вот добиваются определенных высот, конечно, через образование, да, то есть они получают определенное образование, чаще всего это начальное образование где-то вот там, где они родились, и потом их всех объединяет Якутск, и для того времени, начала 20 века, Якутск, конечно, был городом, где находились учебные заведения, где была учительская семинария, где можно было получить образование, где происходили какие-то интересные события, где можно было встретить интересных людей, и прежде всего это полицейных, да, которые приезжали к нам и могли с этой молодежью поделиться какими-то своими идеями, мыслями, политическими взглядами и идеями о каком-то будущем идеальном обществе, да, которое может быть построено. Действительно, как Олег Гаврилович говорил, многие оказались очарованы, да, и вот в книгах тоже Олега Гавриловича можно тоже это прочитать, то, что они оказались увлечены действительно вот этими прекрасными идеями о каком-то лучшем, светлом будущем, которое может наступить, если мы примкнем вот к этой идеологии. И многих наших первых молодых поэтических лидеров объединяет как раз то, что они получили образование в Якутской учительской семинарии, учились там. Многие были вхожи в социал-демократический кружок, многие испытали определенное влияние полицейных, и того же Ярославского, да, и многих других, и Охнянского, например, да. Вот. Платон Аюнский возглавлял Совнарком до января 23 года. В это время как раз проходит Всеякутский учительный съезд Советов, после которого состав Совнаркома меняется, и во главе Совнаркома встает Сидор Никифорович Барахов. И мы тоже видим в его поэтической биографии, в принципе, те же характерные черты, да, и год рождения, конец 90-х, и обучение в учительской семинарии. И также вот еще одной интересной такой особенностью поэтической биографии наших первых поэтических лидеров было то, что когда происходит февральская революция, они все оказываются вовлечены вот в эти революционные процессы, а после прихода большевиков к власти многие оказываются вовлечены и в события гражданской войны, причем не только в Якутии, но и в Сибири, да, из-за высылки из Якутской области после падения советской власти в 18 году. Многие из них оказываются высланы и вовлечены вот в эти события гражданской войны уже на территории Сибири, становятся деятелями уже не только как бы якутского, да, но и сибирского масштаба. Вовлекаются вот в эти события. А после Барахова уже в 24 году Совнарком ЯССР возглавляет Степан Максимович Аржаков. Тоже мы видим здесь такие же схожие черты биографии и по датам, и по обучению в учительской семинарии. И еще один интересный тоже, да, такая веха биографии, которая роднит многих наших первых поэтических лидеров, это обучение в тех специальных учебных заведениях, которые открываются после прихода большевиков к власти, в период советской власти, специальные коммунистические университеты появляются. Да? А коммунистические университеты – это и старейший коммунистический университет имени Свердлова в Москве, и некоторые другие учебные заведения, да? Поскольку понятно было, что вот этим первым молодым большевикам не хватало, конечно, определенного поэтического багажа, да, то многие из них в начале 20-х учились вот в этих учебных заведениях. Но
конечно, жизнь требовала, и республики требовали, да, таких хороших подготовленных кадров, поэтому многим из них, ну, давалось поучиться не так долго, да, в этих учебных заведениях. А после Ржакова у нас во главе Совета народных комиссаров стоит Иван Николаевич Винокуров. Он возглавляется в нарком в декабре 24 июня 25 года. Тоже мы видим, в принципе, здесь те же вехи биографии, что и у других наших политических лидеров. Затем совнарком у нас возглавляет уже Максим Кирович Амосов. Ну, я как бы не по значимости, а вот именно по занимаемому должности, да, председателя совнаркома, их располагаю, наших политических лидеров. Ну, биографию Максима Кировича Амосова все прекрасно знают, и те же самые вехи мы видим, да, биографии, и время рождения, и опыт учебы, и опыт участия в событиях революции и гражданской войны, и Максиму Кировичу, конечно, принадлежит огромнейшая роль в образовании СССР. Затем во главе совнаркома у нас встает Николай Васильевич Бубякин, и в конце 20-х годов уже как бы в связи действительно с разными событиями, которые происходили, и сложными событиями, да, нашей истории, уже приходят люди чуть помладше, да, по возрасту, как Ананий Кононович Андреев. Ну и что еще объединяет, да, к сожалению, наших всех политических лидеров, да, вот эти вехи биографии, примерно время рождения, учеба, то, что они примыкают к большевикам, участвуют очень активно в политических событиях начала 20-х годов, но, к сожалению, их объединяет еще и печальный финал, да, печальный финал, итог их политических биографий, потому что, к сожалению, да, революция бывает не очень благосклонна, да, к своим творцам, к сожалению, да, и практически все они завершают свою жизнь, будучи репрессированными, да, в 30-е годы, будучи незаконно обвиненными, да, и подвергнутыми репрессиями, они уходят из жизни вот в этот период, да, массовых репрессий 37-го, 38-го годов, ну и или умирают, будучи репрессированными уже в заключении, да, это касается вот всех практически героев, о которых мы сегодня говорим. Ну, Михаил Федорович Габышев, конечно, вот здесь тоже относится к этому кругу наркомов земледелия, но сегодня я, конечно, больше хотела сказать вот о молодых лидерах нашей республики, о тех людях, которые окружали Михаила Федоровича Габышева. Ну и подводя итоги выступления, хотелось бы сказать, да, что вот все-таки образование СССР — это то событие, о котором мы сегодня очень активно говорим в связи со столетием, и очень важную роль в образовании Якутской ССР сыграли молодые якутские большевики, стоявшие у истоков государственности Якутии. И вот в заключение еще хотелось бы, да, такое пожелание, что ли, высказать. Да, вот мне кажется, что среди историков мы, конечно, очень хорошо знаем политические биографии, да, хотелось бы, чтобы и вот наша молодежь, школьники, студенты, да, как можно шире тоже знакомились с биографиями наших политических лидеров, может быть, какие-то вот серию, не знаю, лекций, да, организовать или что-то такое вот для знакомства с политическими биографиями наших первых наркомов, наших политических лидеров. Спасибо за внимание. Старшего научного сотрудника Института гуманитарных исследований СОРА. Тема «Неизвестный Тихановский». Спасибо. Приветствую организаторов и участников круглого стола. Тему моего выступления Осельковна модератор уже озвучила. Ну, думаю, что фамилия Тихановская у всех на слуху, наверное, в связи с произошедшими событиями в Беларуси в недавнем прошлом. Ну а вот фамилия, имя, отчество Тихановского Ивана Васильевича остается для нас совершенно неизвестным. Глава семьи Иван
Васильевич, он родился в 1860 году в семье дьякона Владимирской губернии. Так, он окончил в 1885 году полный курс наук Казанской духовной академии с званием кандидата богословия и был определен на должность учителя греческого языка в Сарапульское духовное училище. В 1896 году указом Синода от 12 августа 1996 году Тихановский назначен инспектором Якутской духовной семинарии и соединенным с нею училищем. 4 октября 1996 году ему был выдан билет на проезд к месту служения с женой Антониной Михайловной и детьми Иваном и дочерью Валентиной до Якутска. Вступил в должность инспектора и преподавателя Священного Писания Нового Завета Якутской духовной семинарии. Он избирался еще гласным Якутской городской думы на четырехлетие с 1903 по 1906 год. Приказом министра внутренних дел в 1903 году утвержден в должности члена Якутского областного по городским делам присутствия. В 1905 году Всемилостивейше пожалован орденом Святой Анны II степени. Будучи гласным Якутской городской думы, Тихановский строго придерживался православных устоев жизни монархического государства, что вызвало у некоторых представителей либеральное направление, мягко говоря, непонимание, которое отразилось в статьях, опубликованных в сибирских газетах, где он был обозван обскурантом и мракобесом. Из воспоминаний Михаила Николаевича Тимофеева-Терешкина стал известен конфликт, произошедший между инспектором семинарии Тихановским и учеником того же учреждения Михаилом Тимофеевым, в результате которого ученик семинарии Михаил Тимофеев вынужден был оставить учебу. Михаил Тимофеев подал заявление ректору семинарии о том, что в этом заявлении он писал о том, что Тихановский его тоже обзывает якутским нигилистом, неотесанным медведем и так далее. Вот. Интересно то, что мы ежемесячно получаем зарплату, а вот зарплата Тихановского. Он получал всего 900 рублей в год. Столовых 600 рублей, за службу в Якутске 300 рублей, то есть это льгота, за выслугу первого пятилетия в Сибири 225 рублей и за преподавание уроков писания 240 рублей. Всего 2265 рублей это в год получаем. Также мы ежегодно уходим в отпуска, но Тихановский за 10 лет службы был в отпусках всего 3 раза. Но продолжительность отпусков тоже поражает. Если в 1903 году он ушел в отпуск с мая по декабрь, вот так, вот такая продолжительность отпуска.
в Якутске у него родились дочери Мария и Анна, сыновья Николай и Василий. И вот речь, самая главная речь пойдет о Василии. Ему дали, но он родился в городе Якутске, и ему дали имя деда, дьякона Владимирской губернии. Воспитывался он в семье глубоко православного человека. Здесь, но он был увезен в город Сарапуль родителями еще ребенком. Там вырос, учился в школе, стал рисовать. Вот мы видим, это его автопортрет Василия Ивановича Тихановского. Это молодые годы, 20-й, наверное, год. Вот это уже 30-е годы, его автопортрет. Вот это акварели его и рисунки пейзажей Сарапуля, города Сарапуля. Вот. Они чем-то очень напоминают виды города Якутска. К сожалению, Василий Иванович Тихановский был арестован в 1937 году, и через 5 месяцев, он был в мае был арестован, и через 5 месяцев был приговорен к 10 годам ссылки. Умер в лагерях ГУЛАГа. Пишут, что в сибирской ссылке. Так, невозможно, он попал и в Якутию. И где он родился и кончил свою жизнь. Вот его акварели, его картины находились, обнаружили сотрудники музея, Сарапульского музея. И вот эти картины сейчас находятся в фондах вот этого музея. Ну а остальные дети. Старший Иван, ровесник Платона Алексеевича Слепцова, учился в Якутском реальном училище. Он выпускник физико-математического факультета Казанского университета. Сообщается, что в Симферополе 11 октября 1930 года умер профессор физики Крымского педагогического института Иван Иванович Тихановский. Имя Ивана Ивановича как ученого пользовалось и широкой известностью. Наиболее излюбленной областью его работы была атмосферная оптика. В вопросах рассеяния света в земной атмосфере и поляризации небесного свода он, несомненно, являлся крупнейшим специалистом не только в СССР, но и за границей. Средний сын Николай, 1902 года рождения в Якутске, тоже уехал вместе с родителями в Сарапуль. В 1942 году в мае месяце был призван на войну, и в ноябре того же года пал на поле боя, похоронен в Сталинградской области. Ну а о судьбах дочерей пока нет никаких сведений. Ну, спасибо за внимание. Вот, малоизвестная фамилия Тихановских стала сегодня достоянием общественности. Спасибо. Спасибо, Пантелеймон Пантелеймонович. И, пожалуйста, Лена Алексеевна Сидорова, кандидат культурологии СВПУ.
художественный редактор журнала «Или». Тема галереи зарубежного искусства имени профессора Габышева в высшем образовании. Добрый день. Извините за небольшое вмешательство. Вот я хотела бы... Слышно, да? Я бы хотела сегодня рассказать о... Так, сейчас, минуточку. Так, сейчас, секунду. Я бы сегодня с вами хотела поделиться. Ничего, все в порядке, время у нас есть. Да, я вот все помню о том, что вы говорили о сегодня. Я хорошо. Во-первых, большое спасибо за возможность участвовать в круглом столе, потому что сегодня это действительно круглый стол, который объединил исследователей совершенно разных, из разных областей знания. И все это связано с личностью Михаила Федоровича Габышева. Но я бы сегодня хотела вернуться еще больше в галерею, к работе галереи, поскольку помимо того, что я работаю в редакции журнала «Или» уже давно, я читаю лекции в Северо-Восточном федеральном университете, читаю много там дисциплин, связанных с культурой. Я работаю со студентами, и со студентами мне работать интересно, потому что я для себя тоже открываю очень много. В частности, в этом году я читаю дисциплину, которая называется «Культурология» для студентов из СФИРа, это Институт зарубежной филологии, то есть это переводчики с английского языка и студенты Института языков и культуры народов Северо-Востока, то есть они, скажем, больше этнографы, то есть там нет художественного образования, поэтому это те студенты, которые не приходят сюда, как, допустим, студенты АГИТИ или студенты художественного училища. Да. Поэтому мне было интересно работать со студентами, и мы приходим сюда в галерею, и я бы хотела сегодня с вами поговорить о том, как студенты воспринимают галерею, и какое место галерея занимает не столько в образовательной системе СБФУ, сколько вообще в их жизни. Я выбрала для своего первого слайда фотографию Михаила Федоровича Габышева, потому что мне кажется, что визуальный образ он очень тоже важен. Поскольку мы привыкли видеть его уже в возрасте, и молодые люди очень часто думают, что великие художники или великие мастера, это они рождаются уже такими, уже имея такой какой-то опыт, талант и так далее. То есть они все, и мы сами удивляемся тому, насколько те, кто создавали республику, насколько молоды они были, насколько молод был сам Михаил Габышев. Это тоже для них бывает удивительно. Я хочу сегодня об этом говорить, но прежде я занимаюсь культурной антропологией. Это дисциплина, которую называют еще культурологией. Она применяет методы социологические и исторические. В частности, я провела опрос и такой контент-анализ эссе студентов, которые посетили галерею. Какой метод и что меня об этом интересовало? Мы с вами знаем, что этот год назван годом культурного наследия, но это не значит, что этот год пройдет и интерес к культурному наследию будет как-то меньше. На самом деле это непрерывный процесс. Меня очень заинтересовал метод, который использует Саймон Тарли, это историк архитектуры, молодой человек, лет 40 ему сейчас, да? Его заинтересовал вопрос, а как формируется этот интерес к культурному наследию у тех, кто
не по профессии занимается искусством, занимается искусством, или, например, архитектурой, музыкой и так далее. Вот как это формируется, с чего это начинается? И если мы говорим о молодых людях, о студентах, в частности, в моем случае, каким образом возникает этот интерес и как он может возникнуть? Архитекторы, они люди такие, любят все структурировать, любят все очень четкое и ясное. И он предложил так называемый по-английски heritage cycle, цикл культурного наследия. Возможно, это даже ближе к области психологии. Вот как возникает понимание того, что это ценно? В том случае, если это не декларируется кем-то свыше и не, формально прививается. Так, мы в пятницу же, так, пошли. Итак, вот он выделил несколько таких стадий или звеньев, с какого момента это возникает, вот этот интерес и понимание, что вот нечто является действительно наследием. С чего это начинается? Здесь на английском написано с наслаждения, с получения удовольствия, когда человек что-то видит, и он получает эстетическое удовольствие, наслаждение, какое-то открытие. Вот Алексей Григорьевич рассказывал некий шок, когда человек получает, когда это выбивает его из повседневности, и он видит что-то необычное. Да? Затем вот это вот удивление, наслаждение, оно вызывает и должно вызвать следующую стадию: понять, узнать чуть больше, чье это, откуда это, какова история, а почему так. Затем наступает третий этап — понимание значения, что это ценно, это не просто любопытно, но это ценно, оно представляет ценность. И четвертая стадия — это уже понимание того, что вообще-то это надо сохранять, это надо беречь. Почему это сайкл? Дело в том, что культурное наследие сохраняется только в том случае, если есть вот некое свойство. Кстати, Алексей Григорьевич тоже об этом говорит. Способность наследовать. Если у нас есть наследие, но нет людей, которые способны это наследовать, что-то прерывается. И вот речь идет именно об этой способности наследовать и как ее формировать. И, в принципе, музей этим и занимается. И вот еще раз повторение, вот это на русском здесь языке написано, да, я привела такую картиночку, такая цепь, потому что для того, чтобы это наследование не прекращалось как процесс, оно состоит из звеньев, и вот эти звенья, если хотя бы одно звено выпадает из этой цепи, оно перестает быть непрерывным. Это понимание необходимо для того, чтобы ценить это. Когда мы это оцениваем, мы понимаем, что это надо сохранять. Когда мы заботимся и сохраняем это, что делается в музее, тогда это помогает людям наслаждаться. Люди, которые приходят в музей, они могут наслаждаться этим. Это место, где они могут казаться в какой-то, в другом состоянии, получить такой, может быть, катарсис даже. И вот от этого удовольствия как раз приходит стремление понять. А вот у Тарли он даже пишет «жажда понять». И вот эта жажда понять, она, наверное, питает в том числе коллекционирование, в том числе она питает работу сотрудников музея, которые, мы с вами знаем, что вот среди нас находятся сотрудники музея, которые всю свою жизнь работают в музее, несмотря на сложности, потому что это процесс познавания. Вот эта жажда познавать, вот Ася Львовна, она очень знакома, потому что это такой увлекательный процесс, этим можно заниматься бесконечно. Итак, вот этот небольшой кейс, это студенты с 1 по 4 курс, я сказала, студенты-переводчики и студенты Института языков и культур народов Северо-Востока. Что меня удивило, многие из них были в первый раз. Это группа 12 студентов, из них, допустим, 10 человек были в первый раз в галерее. Я у них спрашиваю, а это что, далеко, или это экономически недоступно, это дорого, почему вы не... я их, кстати, не мучаю на самом деле, но меня это очень удивляет. Допустим, из 7 студентов, переводчиков, большинство из них живут в городе Якутске, 6 студентов были только в первый раз, когда мы пришли вместе. Это мне удивительно.
И это, кстати, то, что можно заниматься, исследовать можно социологом искусства. Некоторые из них бывали уже в музеях, допустим, в Санкт-Петербурге, многие были из тех, кто, ну там 2 человек, по-моему, из сфер. Дело в том, что большинство студентов, они в первый раз оказываются в музеях, ну, в галереях изобразительного искусства. То есть это единственное место для многих. Это ребята 4-го курса, им 20, 21, 22, 23, может быть, и они впервые оказываются, я сейчас приведу некоторые их высказывания, это узнавание, первая встреча, что происходит. Вот что они пишут в своем эссе. Честно, я не знал, что в Якутске есть галерея зарубежного искусства, и был весьма удивлен, увидев картины вживую. Город Якутск не такой крупный город, в принципе, можно было и заглянуть в Якутск, это очень, в галерею, это очень интересно. Узнавание, кстати, очень большое значение имеет, в том числе интерьер, каким бы он ни был. Студентов очень удивляет атмосфера, это место удивительное, и здесь очень важна сама атмосфера, которая создается, кстати, сотрудниками. Очень многие студенты говорили о том, каким было интересно общаться с заведующей галереей Марией Мищенко. Им было очень это приятно, и очень многие написали, хотя я не давала именно конкретно такого вопроса, не задавала. Точно так же многие отзывались, говорили о Веронике Егоровой, которая тоже здесь работает, они тоже запомнили, это тоже часть вот этой вот атмосферы, вот этой части, вот этого удивления, восхищения. Вот некоторые тоже хотелось говорить шепотом, ходить медленно, разглядывая каждую историю картины, и то, какие они пережившие время, ну и так далее. То есть везде, вот если смотреть контент-анализом заняться, здесь очень много слов, я был удивлен, я был восхищен. Тут нужно делать поправку на то, что все-таки я преподаватели, они понимают, что они в какой-то зависимости от меня находятся, но они, я серьезно скажу, они очень такие ребята независимые, если им что-то не нравится, они прямо так и говорят. Не пойдем, не хотим. Они такие современные ребята. И вот одно из отзывов, галерею я никогда не посещала, но очень рада, что наконец посетила. Или вот, например, помню такое же ощущение, ощущение магии, когда в первый раз посетила Эрмитаж, мне было лет 11-12. И затем она уже попала сюда в галерею через такой промежуток времени. Но, к сожалению, студенты не так часто ездят, у них не так много возможностей ездить в Санкт-Петербург, в Эрмитаж. Вот. Ну и тут несколько тоже таких вот отзывов. И следующая, мне кажется, стадия, которая следует за этим удивлением и восхищением. Они действительно, я не привожу здесь много, они пишут, некоторые из них очень серьезно написали, каких художников, какие картины и так далее. Они действительно хотят узнать это, больше об этом. Вот, например, посетив галерею, я узнал дату основания, кем и как была создана эта галерея. Ну и так далее. И вот после этого возникает, логично должно возникнуть ощущение, что вообще-то это имеет значение, это ценность. Есть люди, которые это сохраняют, и они в какой-то мере тоже начинают этим как бы быть озабочены. Вот они, например, спрашивают, а почему эти картины, это же оригиналы, а почему они не защищены, а что здесь, как это, и так далее. И вот одно из последних, таких отзывов, после просмотра основной композиции у меня в голове было, а еще, а дальше. Вот это очень нужное ощущение, которое должно возникнуть у тех, кто посещает галерею. То есть он говорит о восхищении, опять же. И вот хочу закончить словами о том, вот, что написано было в этом отзыве или в эссе. Уже после я поняла, насколько много Михаил Федорович Габышев подарил нашей республике не просто картины, а возможность изучать и развиваться. Вот я на этом хотела закончить. Это несколько такая моя как бы статистика, некоторые выводы, то, что они побывали впервые, но это связано с тем, что здесь были ремонты, пандемии и так далее, и ребята учились дистанционно. Но они сами удивляются, когда я им говорю, ребята, здесь идти пешком 20 минут, билет 80 рублей. Они говорят, да.
Совершенно это экономически и физически это доступно. Они сами себе удивляются. И вот большинство из них всегда восхищены. Восхищение галереи, я думаю, это у многих вызывает именно такие чувства. Но я думаю, что вот если следовать вот этой логике Тарли, то восхищение, удивление – это как раз именно то, что они должны почувствовать, открывая дверь в галерею. Уже другой вопрос, насколько, что они замечают. Может быть, они действительно замечают интерьер, может быть, они больше обращают внимание на освещение, но это тоже необходимо. И, кстати, многие из них отмечают особую атмосферу. Возможно, в городе не так много мест, где люди столь внимательны. Они говорили мне и про кассира, как внимательно помогала она им с пушкинской картой разобраться, и охранник, и так далее. То есть все это на самом деле очень и очень важно. Спасибо за внимание, большое еще раз спасибо Марии Мищенко и Веронике Егоровой от студентов ИСТВИР и от студентов ЕФМ персонально. И всем сотрудникам за создание прекрасной атмосферы, которая помогает нам сохранять культурное наследие. Спасибо. Спасибо, Лена Алексеевна. Сейчас я продолжу разговор по искусству. Постараюсь немного времени занять. Вероника не знает куда, чего. Я хочу сказать о том, что многие не знают, что такое кухня музея. Дело в том, что произведения, попадая в наши фонды, они не просто там хранятся, лежат, пылятся, как это в основном у обывателей в головах, что там они делают, да, пылинки сдувают и все. На самом деле идет очень такая серьезная, скрупулезная работа над каждой вещью. Дело в том, что даже, скажем, 20 век, начало 20 века, вообще мало что изучено. А ведь у нас коллекции такие монографические, как и Ивана Васильевича Попова, и Носова, и, скажем, шестидесятников. Многие из них писали этюды, не подписывали ни года создания, нигде этого и так далее. То есть каждая работа, она требует своего изучения, своего приведения в порядок. Этим занимается, кроме пропаганды, скажем, научно-исследовательский отдел музея. Кстати, хочу сказать, что в этом году 60 лет коллекции, как она официально зарегистрирована у нас в музее, и 120 лет со дня рождения, конечно, нашего уважаемого Михаила Федоровича Габышева. Как же он создавал эту коллекцию? В те годы, это просто нам сейчас за пределами того времени, и, может быть, даже и не понять. Ситуация была разная. Но дело в том, что Михаил Федорович сразу попал, когда в аспирантуру поступил, и он попал в ту среду, научную, ученую среду, которая очень увлекалась как раз коллекционированием. И, наверное, знаете, Чаянова, прекрасная коллекция гравюр и небольшой его труд именно по монограммам художников эпохи Возрождения. У него была прекрасная коллекция, начиная с Дюрера и так далее. И я думаю, что в этой среде Михаил Федорович, который и сам прекрасно рисовал, и в детстве ему выписывали журнал «Нива», где он всегда рассматривал репродукции русских художников. И когда его сын стал рисовать «Лев», то он решил собирать эту коллекцию для того, чтобы его дети росли среди прекрасного, и чтобы из Льва вырос настоящий художник. Как вы знаете, Лев Михайлович потом был долгие годы директором нашего музея. Коллекция, над которой тоже изучал, и, возможно, даже и реставрировал Михаил Федорович Габышев. Он был очень дружен с реставратором Кориным из ВХНРЦ имени Грабаря. И в одном из писем Лев Михайлович пишет, что отец, наконец-то я достал краски, которые тебе очень нужны.
для чего ему нужны краски. Он так увлечен был своей коллекцией, что когда рассматривал ее, он каждый день как бы припадал к ней, часть какую-то просматривал и говорил о том, писал вот, о том, что эти произведения искусства его радуют, его возвышают, и что, ну, как бы это его воздух, его жизнь. Ну, это действительно было так. И когда наш земляк Виктор Петров ну, пришел к нему в гости, он думал, о, полакомлюсь сейчас у профессора. Вот, что здорово, вот он в Москве, наш это художник, сейчас это народный художник Якутии, ему 95 лет будет в феврале, Виктору Григорьевичу Петрову. И он тоже после Ивана Михайловича был директором нашего музея. И вот он, как он рассказывает, потирая ручки, он зашел в профессорскую квартиру, везде золоченые рамы, картины, все. И вот профессор его говорит, ну пошли на кухню. Вот. И вдруг достает просто черный хлеб, там что-то немножко маслица, и чай наливает ему. Тут думает, боже мой, какой скрепыш, что ли, что такое, кушать-то нечего, один черный хлеб. Вот. Ну, как он говорит, тайна вот этого раскрылась. Михаил Федорович пошел в свою в дальнюю комнату и принес картину Мадонна, молящаяся Мадонна, вот она с той стороны висит, такая в чепце, молящаяся Мадонна, и сказал, жемчужина. То есть все, что он имел в этот момент, наверное, он все отдал за эту драгоценную картину. Ну, вот такой был человек. Вот. Ну, когда попала, ну, кроме того, что вот он сам изучал, сам распределял по школам, советовался, знал круг коллекционеров московских, ленинградских, с которыми дружил, много обменивался. Вот. В музее идет тоже как бы научно-исследовательская работа. И многие художники, они меняют у нас, ну, по мере получения, как бы, по мере исследований, по мере раскрытия этих знаний. Ведь сейчас в связи с интернетом мы можем бывать, как говорится, в любом музее мира. Вот, более доступна стала литература. Конечно, работа в этом интенсивно идет. Как вот здесь листать? Ну вот атрибуция — это как бы краеугольный камень работы в музее, потому что нет экспозиции без атрибуции, без этих исследований, и нет популяризации той правильной, которая должна быть. Потому что, скажем, говорим Рафаэль, а глядя на работу, ну это как-то не Рафаэль, что-то и картина сразу теряет свою ценность, что ли, свою драгоценность, что что-то копийное, возможно, или так далее. Но когда обнаруживается что-то фламандец, который работал, скажем, как Рафаэль, то есть влияние Рафаэля испытал, то все сразу становится на свои места. Ну вот у нас Франческа Ди Кристофано, Зинаида Ивановна уже озвучила, что это современник Рафаэля, и поступила она как школа Рафаэля. Вот. Но по истечением времени было обнаружено, что это художник, работы которого хранятся в Уффици, и что 200 лет его имя было в забвении. Его считали, все его работы считались работами Рафаэля Санти. И вот где-то во второй половине XIX века было обнаружено, что вот был такой художник Франческо Ди Кристофано Биджи, Мадонна у колодца. Но тут не без влияния Дюрера, скажем, дальний план колодца. Это как бы рефреном проходит в некоторых гравюрах у Альбрехта Дюрера. И это как бы вот эта вот тема колодца, она позаимствована именно у Дюрера. Так. Ну вот эта картина интересна, она шла у нас как Лука Джордано. Это очень популярнейший художник итальянской школы, который был прозван Фа Престо. Он писал очень быстро, где-то около 700 картин, что ли, известно по разным музеям и частным коллекциям. Вот. Ну, и называлась она «Геракл и Риманский кабан». Вот те, кто часто ходят в наш музей, они, наверное, с удивлением думают, ну, назывался Геракл, теперь в обращении блудного сына. Но если мы посмотрим внимательно и вспомним миф, то Геракл, античный герой, он нагнал дикого свирепого вепря на вершине горы Риман, покрытой снегом.
тут же мы никакой, даже снегом ну, как бы и не пахнет. Вот. И мы видим строение вот внутри, это как бы как хлев, что ли, для загона. И совершенно мирная свинья, это никакой не ветер. И вот, обратившись к источникам, наконец мы обнаруживаем совершенно иного героя. Это блудного сына, который, промотав все наследие своего отца на чужбине, он вдруг прозревает и обращается к Богу. И вот этот вот мистический такой налет, не античный, он сразу бросается в глаза. Вот этот вот страстно устремленный взгляд вверх. И, ну, о том, что это 17 век, конечно, говорит сама композиция диагональная, резкая такая, приближенный такой фон, и сполохи вот такие, которые усиливают как бы вот это время 17 век. Это корабли бороздят дальние океаны. Это открываются все новые и новые горизонты. И то, что человек, царь природы, это как бы рухнуло, и человек оказывается как бы над бездной, над пропастью. Его обуревают различные страсти, потому что наступает век войн и так далее. Это было очень такое мрачное время, и в то же время открытий, время ученых. И вот как бы вот мы видим человека, который оказался как бы на одном плече дьявол, на другом Бог. Выбор пути. Вот о чем эта картина. Ну вот видите, это вот крупный такой план, и как его взор устремлен. Но это не Лука Джордано, теперь это у нас неизвестный художник 17 века. Но еще удивительно, посмотрите, лицо простолюдина. Если мы посмотрим работы Луки Джордано, там более утонченные лица, более такие удлиненные пропорции, то здесь сразу видно, что это какой-то, скажем, вот что такое Италия 17 века? Это как бы съезд всех школ. Туда съезжаются и немцы, и голландцы, и фламандцы, и испанцы. И вот эта вот школа, вот Зинаида Ивановна говорила, что это не Рибера, но это школа Риберы. Ну, написал итальянец или испанец, это неизвестно. Здесь же мы видим влияние испанской школы, конечно, Караваджо, но в то же время это фламандец, вероятно, живущий в Италии и на которого влияют все школы. Кстати, у нас очень много таких вещей, которые трудно определить, кто это, потому что идет смешение стилей как раз в это время, в 17 веке в Италии. В это время появляется и барокко, о котором говорили, это многофигурная композиция и так далее. А вот эта работа, она поступила к нам с двумя названиями. «Царица Савская» и «Клеопатра». Сюжет сразу вот обратили внимание на то, что очень пестроватая картина, и она как бы напоминает антверпенских художников XVI века. Ну, как бы, процесс исследования вещи шел, конечно, долго. Я вам просто кратко говорю, что мое внимание привлек вот такая, ой, и все в обратную сторону, такой, видите, жезл в руке идущего персонажа. Это египетский жезл. Это как бы знак Луны и Земли. Конечно, это не царица Савская, это Клеопатра. И здесь изображена встреча как бы Антония с Клеопатрой в Тарсе. И вот в исторических источниках пишется, что прибыли золоченые галеры с красными такими флагами, трубят трубы, играют, весь Тарс сполошился. А Антоний, он вызвал Клеопатру, он был как бы, руководил этими южными провинциями, для того, чтобы как бы она, на поклон к себе как бы вызвал. Но на самом деле вы, наверное, знаете эту красивую историю, драматическую любви Антония и Клеопатры, как жизнь их кончилась трагически. Но о том, что это Франц Франкен-младший, просто узнала, будучи в Лувре, пришлось нам по работе поездить по музеям, и войдя в один из залов Лувра, я почувствовала, что что-то знакомое, что-то тревожит. Я раза 3 возвращалась к этим мелким картинам и поняла, что это же наш художник Франц Франкен-младший, и его картина находится в нашем музее.
Во-первых, это у него первый план обычно пестроватый, но тут у нас черноватая фотография, вот она, эта картина, очень пестроватая по колористике, очень много красного цвета, а вот дальний план абсолютно монохромный, абсолютно переходит, видите, вот плавно совершенно в такой нецветные такие вот. Но о том, что тревога или еще что-то художник передает, видите, такими кучевыми облаками, и одежда у Антония, она как бы подталкивает его к Клеопатре, остальные одежды спокойные. Вот. Ну вот такая вот картина. Это 18 век, 17 век. То есть. Вот. Ну, работа над исследования, так сказать, у нас идут. И вот если эти работы поступили как мастерская Рубенса, мужской и женский портреты, то ну, вот, благодаря нашим исследованиям и как бы просмотром картин, источников, было обнаружено, что это знаменитые композиции портретов Рубенса, которые находятся в Венском музее. Но посмотрите, здесь совершенно нельзя сказать о полнокровной живописи Рубенса, где люди пышут здоровьем, где очень такие, ну, как бы жизнерадостные там вакхи и так далее. Здесь мы видим почти аскетичные такие лица. Это Изабелла Клара Еухени, дочь Филиппа II, испанского короля. И она вышла замуж за Альбрехта VII, штатгальтера Нидерландов. Ну, при их дворе работал Рубенс, кстати, который служил у них как, ну, послом, что ли. Он часто выезжал в эти командировки урегулировать отношения между северными и южными провинциями. Но, как вы знаете, Нидерланды разделились на Голландию северную и на южную провинцию Фландрию, где был как раз двор инфанты Клары Изабеллы Еухении. Ну вот любопытно еще то, что знаменитый изабелловый цвет, о котором мы сейчас забыли, он был очень моден. Дело в том, что пока Альбрехт 3 года воевал, инфанта дала обет, что она не будет снимать с себя ночной рубашки. Ну, естественно, рубашка за 3 года приобрела грязновато такой соломенный цвет, желтоватый. Вот. Ну вот чем знаменита еще эта инфанта Клара Изабелла, что она была еще очень таким близким другом Питера Пауля Рубенса. Ну, двор был очень передовой, здесь работали различные художники, музыканты. Вот такой, вот в инкарнате лица вы видите, поступает такая голубизна. Но о том, что это двор Габсбургов, выдает их челюсть, которая, ну, она как бы в наследство передается детям этого двора. Вот, ну, могу кратко еще сказать, что девочка эта прелестная поступила к нам как мастерская Грёза. Вот. Ну, на самом деле это Жанна Филиберта Ледо, ученица Грёза. Ну, вот так вот вещи у нас потихоньку как бы уточняются. Исследования наши идут. Это была пейзажик как неизвестный художник XVIII века. Но на самом деле Франсуа Буше как раз где-то в 60-е годы он работал где-то в местности Баве, где была шпалерная мануфактура, и он писал вот такие вот зеленовато-голубоватые пейзажи, которые потом воспроизводились в шпалерной мануфактуре. Вот это очень интересная работа. Она долгое время у нас числилась как мастерская Рембрандта. У меня даже передача была об этой картине. Вот. Но на самом деле вот это оказалась французская школа. И вот этого художника Алексиса Гриму называли французским Рембрандтом. Дело в том, что в XVIII веке очень много было подражателей Рембрандта, особенно у немцев. Это вот Дитриц, так называемый, где-то у нас портрет был тоже такой в старик берете в пышном, и как бы подражателей было очень много.
И здесь он был прекрасным художником, он работал при Королевском дворе, Алексис Гриму. И вот эти его милые девушки, костюмированные, кстати, очень известен по костюмированным картинам. И одна из вещей вот в нашем Якутском музее. Так, куда чего? Ой. Ну, видимо, на этом показ заканчивается. Вот. Но хотелось поделиться тем, что в нашем музее, в недрах его, все время идет работа. И на этом это как бы не кончается. Работа эта нескончаемо продолжается. И в коллекции Михаила Федоровича, кроме живописи, имеется более 100 гравюр и рисунков. Мы их выставляем не так часто, потому что всего 2 месяца мы имеем право выставлять гравюру для того, чтобы она не выцвела. И одна из выставок по западноевропейской гравюре и рисунку у нас задумана к весне будущего года. Ну вот такое. Спасибо за внимание. И я приглашаю Ефросинью Семеновну наговориться. Пожалуйста, сюда. Так. Так, еще раз добрый Человек глубокого гражданского долга. И я специально поставила как бы в конец, потому чтобы как бы прозвучал этот человек высокого гражданского долга. Вы меня сегодня можете поздравить. Оказывается, я сегодня утром как-то вот неожиданно. Оказывается, я 20 лет, ровно 20 лет изучаю, собираю материалы о профессоре Габышеве и его семье. Я очень рада видеть правнучки, родители Ирина и Геннадием. Мы здесь познакомились в 2007 году, когда вот после реставрации галерея открылась, я их хорошо помню, мы потом общались, и Ерзашу Львовну. Вот. Ну, тут надо сказать, что был 2002 год, когда республика отмечала 100 лет, я тогда в научном институте работала сельского хозяйства, мне дали задание, очень много мероприятий было, сделать выставку, посвященную этой дате. И тут оказалось, что в институте вообще ничего нет. Ну, пришлось там из книги сканировать. Это была моя единственная, наверное, такая позорная выставка, а так я большие выставки делала. Вот. И мне было очень как бы... И конференция прошла ЕГСХ, Манеж называется, ректором был, сегодня у нас сидел вот, исполняющий обязанности Владимир Леонид Николаевич, все это по инициативе министра сельского хозяйства, ныне народного писателя Якутии Дмитрия Федосеевича Наумова было организовано, и впервые после 30 с лишним лет у Илья Васильевича книга, покажите, вот в полном виде. Сегодня о книге «Якутская лошадь» говорили, а на самом деле вот эта монография, она в таком виде была уже подготовлена в 1947 году, и вот замалчивали, не издавали. И как Лев Михайлович бедненький, он отцу написал в 50-х годах: «Книга твоя мою печенку съела». Нигде не это самое. И каждый раз всякие вот эти... Ну, в общем, я считаю, что Михаил Федорович Габышев был под гонением и в 20-х, с конца 20-х годов, и 50-х особенно. Он был виноват, по всей видимости, когда он приезжал в Якутию, раскритиковал свое детище. А это селекционную станцию, животноводческую станцию, что там, несмотря на годы войны, обеспечение было очень хорошее, но люди не работали в городе, и в пригороде было всего 1500 голов лошадей, и они в таком страшном состоянии были. Был еще фон
лошадь Красной Армии, это вот тоже вот такое требование было. А на самом деле, ну, после той позорной выставки я начала собирать. Хорошо, что в субботу архив наш был открыт. В субботу я постоянно в архиве сидела и очень благодарна сотрудникам архива, Айдалине Афанасьевне Захаровой за то, что она посмотрела, сколько денег я трачу на копирование материалов, и сказала ей копировать бесплатно. Вот. И столько много узнала, и архив отца и сына, оказывается, попал туда в 1995 году только. Это Лев Михайлович-то когда умер? Вот, после этого, ну, делили, разделили, в общем, я так поняла, но там о коллекции вообще ничего нет. А так я поработала, с тех пор переписывалась и с Минском, и с Москвой. Ну вот потихонечку я собирала вот эти материалы. С Асей Львовной мы когда познакомились, я уже много чего о Михаиле Федоровиче знала. Вот. И каждый раз к его юбилею что-нибудь проводила. Первое мероприятие было в 2007 году. Я это очень хорошо помню в Национальной библиотеке, в историческом зале. Очень жаль, что нет нашего незабвенного Афанасия Николаевича и многих, и ученые тогда пришли, которые помнили и Льва Михайловича, и которые как-то вот по молодости бывали в доме Габушевых. Ну, карантин и прочее помешали немножко в этом зале, и в зале, ну, в том проводила мероприятия и всего земляками, для школьников лекции читала, ну, для себя так-то приняла участие в создании 2 документальных фильмов. Ну, материалы мои пошли, и мне посчастливилось в 2020 году во время конференции по Холландко в Алюкнинске побывать на его родине. Меня так хорошо возили, там очень бедненько о Габушеве, и в Краеведческом музее. Так. Вот. И я конкретно знаю, у кого что хранится, знаю историю вот это архива его, и мне очень жаль, что вот самая ценная часть архива, она, видимо, вывезена. Это вот письма отца к сыну. Я права же, Ася Львовна? Вот, но кое-что в интернете один раз конкретно появилось, поэтому я могу предположить, что она была самая ценная часть, она была вывезена, да, ну, когда-нибудь может появиться, хотела найти этого человека, но, увы. Теперь, значит, Белорусский художественный музей, они сперва не признавали Михаила Федоровича, но теперь у них на сайте написано, что их зарубежная вот это основана на 10 картинах, принятых от коллекции Габушева. Ну, вот такие, в принципе, есть, да. Меня Габушев интересует как человек. И каждый раз думаю, первая моя находка была, сразу я стала искать, и то, что он действительно подкидыш. Это в метрической книге написано. 15-го родился, по-моему, 28-го крещен. Сразу так хорошо написано «Подкидыш». Это в Спасском соборе в Алюкнинске. Мне писали письма Яныгины, Кулагины и еще кто-то, что это наш. Но Ася Львовна рассказывала, что Александрова Лев Михайлович признал, да, может быть, отцом. Его настоящая фамилия Александров. Михаил Альминский. И мне еще рассказали, что евреи его очень хорошо признают. Это наш. Но, несмотря на это, тем более в книге Асбура, это его друг, член комиссии по приему его коллекции, да, он писал, в моей мастерской чего только не было. И потом там написано, какой в Беларуси тогда якут, как якут жаловался. Это наши подходят.
директор научной станции, института, да, и вот он меня привлекал. Я думала как-то статьи у меня есть. Лене Алексеевне я хочу сказать, что у меня где-то есть, может, я вам отправлю, у меня статья есть «Коленкоровая тетрадь», как раз по вашей теме, когда вот эта первая выставка была, когда стали люди приходить, книга отзывов, когда московского этого журналиста статью прочитала, я так хотела найти эту коленкоровую тетрадь, и слава богу, она сохранилась в НХМ, и по ней я писала вот эту статью, и как раз вот эти отзывы, такие вообще, не полностью все написано, но это, кто-то возмущался, что вот этих голых, этих женщин, а кто-то это вообще, мне мальчишки написали, что делать. И самое главное там прозвучало: мы хотим стать как профессор Габушев и сделать что-то такое для своей родины. Перед тем, как в Артигле, как детей сюда возили, и дети уже отсюда подготовленные к центру ездили и уже, наверное, с гордостью говорили, что у нас тоже есть. Вот такое это патриотизм его. И потом он единственное воспоминание после реабилитации своих друзей написал, это Москва в зиму 1920 что ли года, без имен, без ничего. А сколько гонений на него было, вот там Тунда, Николаев за ним ходил. Вот. И после подготовки, после его легендарной экспедиции тоже вплоть до Ворошилова писали, что вот профессор такой-сякой, это ж надо такого признанного в Союзе ученого обозвать неграмотным. Бедный он тогда как-то, видимо, вообще был ошарашен этой жалобой. Он сказал: из коневода я стал конеедом. Вот. И он спас, он вообще был в рюкзаке со сыном, они в Москву привезли все какие изделия делаются на выставку из конского волоса, из шкуры и еще эти из продукции. Они там организовали выставку. Вот такой человек был. А был еще март 49 года, когда якутская делегация попала к народному академику Лысенко. Он чуть-чуть опоздал, но прошел, есть такой народный. И тогда вообще без никаких этих Михаил Федорович рассказал про якутский скот. Он скот тоже спас, и якутскую лошадь. А когда мне очень много мешала жена Борисова, Семена Захаровича. Она во все, даже книгу написала, правда, в малом количестве, «Сын коневода», что ли. И она пишет, что Михаила Федоровича пригласил мой Семен. Мы с ней по телефону разговаривали. Ничего подобного. Я нашла копии письма Михаила Федоровича. Это был именно Илья Егорович Винокуров. И они, когда обеспокоенные вымиранием нашего народа, они упор сделали на животноводство. Такой народ истощенный можно было спасти только через коневодство. И в 1949 году у нас пошли первые герои социалистического труда и кто коневоды. В общем, я о нем много могу рассказать. И почему я не пишу книгу или как, очень сложно. Это жизнь человека, окруженного такими замечательными людьми. Я уже после Олега Гавриловича про этих репрессированных ученых, он видел, как их арестовывали в волчьих палатах, как выводили, знал, как их расстреливали. В общем, так еще что хотела. А инкюрии сейчас есть, они комнатой называют, и это замечательная работа нашего скульптора Егорова, в 65-м, по-моему, открытие. Открытие было. Ага, сейчас. Угу. И
знаете как, я алютминчанам, когда в 2020 году ездила, я говорю, что вы творите? Была школа 8-летняя в городе Алюкминске, присвоили имя Гавышева, теперь нету там. В архиве я нашла письмо школьника Льву Михайловичу, что он побольше об отце рассказал. Да? И этот прекрасный работа Семена Афанасьевича Егорова, они, знаете, как вывезли и эти пенкюрсы спасли чуть вместе с этим и поставили, правда, не такой низенький, и этот, но спасли. Вот. Еще что хотела. Ну где, что, у кого находится, я, по-моему, знаю. Ага. И вот такие. И имя такого, вот этого человека, как человека, именно вот. Надо, наверное, написать. Я сегодня все очень внимательно сидела, слушала. Вроде бы как я много статей написала. Последнее в Чалбоне было, это вот великая дружба, связь с Аюнским. Вот, и теперь я уже работаю в другом музее. Я думала как-то, но там у меня еще больше как-то вот другие страницы его жизни появляются, и даже Льва Михайловича в будущем году ему 100 лет будет. Я не забываю их, провожу мероприятия, и проводила мероприятия до карантина. Вот знаменитой легендарной экспедиции 1945 года по изучению вот табунного коневодства, тоже юбилей же, да? Это вот то, что спасло наш народ, то, что спасло наших предков, и то, что мы должны это сохранить. Сегодня этот табунчик не сказал, что в Союзе табунства есть художники, Союза художников, те, которые работают с конским волосом, так что тоже иногда обращать надо внимание. Про Лысенко я вам сказала, да, но потихонечку, видимо, я собираю материалы, пишу, допустим, Михаил Федорович, он, не скрывая, всегда говорил слова благодарности учителю своему, Иакиме Дмитриевичу Аркуша. Это когда он учился в реальном училище. Вот, о нем я нашла материалы, у меня опубликована статья в сборнике Иркутского художественного музея. Ну вот по таким этим самым. Потом по комиссии. Комиссия серьезная была, есть письма, когда и тут перекликается с Михаилом Васильевичем Лукиным, он членом комиссии был скульптор, народный художник Заир Азгур, Елена Аладова, это знаменитость Белоруссии, директор Белорусского художественного музея. У этой женщины, как я читала, если она пошла в мастерскую, обязательно кто-нибудь что-нибудь, подарите все. Она до того вот, до мозга костей, да это даже столетие медаль выпускали, ее очень уважали. Вот они в комиссии, они состояли, работали. Много. И главное окружение. Как я уже сказала, вот это Аюнский, Амосов, это чуть постарше его, но они очень его любили. Я бы не сказала скромность. Вот фильм «Джигит» 48 года, он 45-го года на самом деле, вот где он выступает. И потом мне помогал Львович, Василий Львович Алексеев. В 52-м он встречался с ним, только поступал когда, да. И у Михаила Федоровича была, когда он в Пушно-Меховом институте, как только увидит, что якутяне приехали, он их собирал, он им рассказывал, он их агитировал. В этом тоже вот патриот был очень такой. Но есть и те люди, которые пишут как бы неточности. С одним стариком у нас было в 30-х годах, говорит, вот
Камышев приехал, у моего отца был. Камышев не приезжал в 1936-м, его здесь не было. 15 лет он на родине не был. И позже, когда депутатом 2 раза избирался от Алёкинска, он приезжал, потом Лев Михайлович попросил: ты здесь умрешь, как твой друг Илья Егорович, от страданий, типа. Ну, это, наверное, и сказалось, потому что он не помню, 57 он умер же после операции. Ну, вот так, здоровье. Спасибо вам всем большое. Спасибо, Ефросинья Семеновна. И я приглашаю доктора сельскохозяйственных наук, заведующего лабораторией Якутского НИИ сельского хозяйства Якутского научного центра СОРА. Пожалуйста. Тема озвучки. Спасибо. Уважаемые члены, то есть участники конференции, позвольте очень коротко рассказать вам о исследовании по трудах профессора Камышева по табунному коневодству. Михаил Федорович был руководителем комплексной экспедиции по табунному коневодству, проведенной в 1945-1947 годы. Ну, экспедиция работала по северу, на Верхоянске, Колыме, дальше, Татинском лусе, Мейно-Хангаласском лусе, я говорил о Сунтаре, Сунтарском районе, и было обследовано достаточно большое количество лошадей. Это была, вторая комплексная экспедиция по табунному коневодству Якутии. Первую экспедицию, проводил Михаил Иванович Рагалевич. Это он был, потом уже был наш директор Всероссийского института коневодства. Вот. И в трудах, Михаила Федоровича очень четко показано, он провел большой анализ материалов, начиная с 17 века до половины 20 века, сравнивал развитие табунного коневодства и скотоводства. И очень убедительно показал, что по производству мяса, в общем, предпочтение, в то время предпочтение он отдал табунному коневодству. Ну, вот это его расчеты, как раз в настоящее время уже оправдываются. В настоящее время идет рост, увеличение производства мяса лошадей, идет увеличение поголовья лошадей, тогда как по скотоводству поголовье стоит практически на одном месте. Ну и производство мяса говядины тоже стоит на одном месте. Вот это основное, заслуга Михаила Федоровича по экономике нашей республики, по сельскохозяйственной экономике. Ну и, он за технией, по технической части, тоже от названных улусах провел ориентировку, члены экспедиции провели ориентировку лошадей, сделали классификацию, которая долго использовалась, Рогалевичем было переведено, что он разделен на южных и на северных типов лошадей. Михаил Федорович их разделил на 5 типов. Четко назвал верхоянских, колымских,
Вот лошадей Заречья выделил отдельно, таежный тип выделил. Вот, ну, всего 5 типов он четко разделил даже вот этих вот центральных улусов, ну, с прилитием крови, да. Ну, это, значит, была такая первая, очень такая грамотная классификация пород. Ну, в то время мы говорили, значит, ну, была одна порода, да. Ну, я сейчас в настоящее время составляю, значит, статью по классификации пород и типов лошадей, табунных лошадей, ну и делаю ссылку на исследование Михаила Федоровича. Ну, всего у нас было проведено аж 5 экспедиций по табунному коневодству, и ну, начиная с исследования экспедиции Рогалевича, вторая была, значит, экспедиция Тегапшева, потом дальше, значит, экспедиция, организованная Андреевым, это сотрудниками, значит, Янис. Четвертая экспедиция, уже совместная экспедиция с племоведением, тоже Якутский НИИС провел. Ну и пятая экспедиция, это мы провели, институт провел, ну, с племоведением тоже. По итогам этой экспедиции, значит, мы выделили уже, значит, колымский тип отдельно как селекционное достижение, янский тип как селекционное достижение, мегажекскую породу, отдельную породу, и приленскую породу, отдельную породу, да. Вот. Ну, это, так сказать, по экономике, значит, Михаил Федорович тоже очень такие обстоятельные, значит, сделал расчеты. И по, значит, использованию пастбищ. Он впервые практически, значит, по табунному коневодству использовал термин емкость пастбищ, конеемкость пастбищ. До этого, значит, ученые по использованию пастбищ таким термином не пользовались. По табунному коневодству я слежу за литературой, да. По табунному коневодству вообще во всем мире это было впервые предложенное, значит, такой термин был предложен. Вот. И по использованию пастбищ он, значит, по этим названным районам привел очень подробные, значит, результаты очень подробных таких наблюдений. За режимом использования, значит, лошадьми пастбищ в летнее время и в зимнее время. Ну и, значит, суточные наблюдения, суточный хронометраж сделал, очень такой обстоятельный суточный хронометраж. На эти данные, да, мы сейчас ссылаемся, ну и сравниваем свои, значит, данные с данными экспедиции Михаила Федоровича. И в своих работах Михаил Федорович, значит, указывал на в будущем на более подробные, значит, исследования по питательной ценности естественных пастбищ в летнее и зимнее время, по определению, значит, коэффициентов переваримости, по определению, значит, использования лошадьми энергии питательных веществ. И после этого, да, я в своей, значит, кандидатской диссертации, докторской диссертации как бы, выполнил, значит, это задание профессора Гаушева. Эти, значит, показатели, значит, сделаны, проведены, значит, балансовые опыты, проведены, значит, опыты по переваримости, рассчитаны потребности и нормы кормления лошадей. Далее, значит, Михаил Федорович очень обстоятельно изучил вот, за техническую часть, значит, за технические особенности лошадей, да.
там промеры по всем этим, значит, районам, сравнение между, значит, этими северными и вот центральными вузами. Очень, значит, четко и подробно показано, да. Мы, значит, в Якутии, да, я вчера вечером посчитал, оказывается, у нас 12 ученых, которые, значит, ну, после Габышева занимались, значит, исследованиями по табунному коневодству. Из них 2 доктора наук, это Алексей Федорович Абрамов и я. Мы все, значит, в своих трудах ссылаемся на исследования Михаила Федоровича. И что заметно, да, в последние годы, значит, Всероссийский институт коневодства, ну, после того, как там поменялось руководство, Всероссийский институт коневодства стал больше внимания уделять, значит, исследованиям по табунному коневодству. Появились, значит, работы в Тыве, ученые, значит, появились в Тыве, которые занимаются, значит, табунным коневодством. В Бурятии начали хорошо, значит, проводить исследования. Калмыкии, вот я недавно ездил, был оппонентом докторской диссертации по табунному коневодству, значит, Калмыкии, Балаев Валерий Конорович защищался, значит. Ну и во всех этих трудах, значит, они ссылаются на, значит, исследования Михаила Федоровича, ну, поскольку исследования Михаила Федоровича очень, значит, подробные, очень обстоятельные, да. Значит, на исследования Михаила Федоровича, значит, ссылаются и опираются, значит, ученые Казахстана. Казахстан является одним из ведущих, значит, стран по поголовью табунных лошадей, ну, как по законодатель моды по табунному коневодству. Вот. И поэтому, да, мы сейчас видим, что вот в развитии эпологической науки по табунному коневодству очень такое большое значение имеет исследование Михаила Федоровича Габышева. Ну, у меня коротко вот так, и я хотел бы вот, Ася Львовна, вот это вот, может быть, у вас есть? Нет? Нет? Есть, да? Вот это очень такая... Я хотел бы вам оставить, подарить. Это, значит, переиздание, второе переиздание, да, к столетию со дня рождения профессора Габышева. Вот. Егор Васильевич, скажите, пожалуйста, да, вот ареал табунного коневодства, он уменьшился или нет? И вот самая северная граница, там проходит, значит, по Альбекону, вот написано, да? Нет. А вот сейчас граница, она спускается, я имею в виду с климатом. Нет, сейчас, значит, в связи с этим с потеплением, да, границы разведения табунных лошадей, они не сужаются. Они как раз, значит, как бы это расширяются, да. Ну, самые такие ближе, да, к ледовитому океану, значит, табунным коневодством занимаются, ну, Абыйском усе, да. Абыйском усе, да. Кстати, нам очень интересно, значит, был случай, да, в 2016 году был очень глубокий снег, почти 1,5 метра, да, и там больше половины лошадей погибло. Осталось чуть больше 600 голов, и мы, значит, ну, вместе с директором Всероссийского института коневодства Александром Михайловичем Зайцевым в прошлом году туда ездили. Мы считаем, что это самые приспособленные к климату лошади, получается, не только России, но и по всему миру. Ну и очень интересные, значит, там
есть исследования историков, Старостина, значит, исследовали, да, как попали туда, значит, лошади, да, то есть якуты как туда, значит, освоили территорию, значит, Абыя, да. Получается, значит, с Оймакона первый поход был с Оймакона до Мома, а потом до, значит, до Абыя, да, по пойме Индигирки. А потом через Верхоянский хребет, значит, туда до Мома пробрались, значит, с Верхоянья тоже люди на лошадях, а потом попали, значит, в Абый, да. И что самое интересное, да, вот Старостина, ссылаясь на, ну, я сейчас точно не помню, да, ссылку делает, и оказывается, туда со стороны Ледовитого океана тоже люди на лошадях, значит, освоили территорию Абыя. Это очень интересно. Я по этому поводу обращался к, значит, Алексею Антону Николаевичу палеонтологу, да. У него есть, значит, несколько статей, научных статей по автохтонному происхождению якутов. Ну, он говорит, что это вот очень так и должно быть. Ну, я написал статью по происхождению лошадей якутской породы, ну и, значит, ее опубликовали в Великобритании. Ну, значит, люди интересуются, ученые из Техаса на меня вышли, да. Но вот случилась война, и все наши дела прекратились. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое, Георгий Васильевич. Уважаемые участники сегодняшнего круглого стола, ну, практически на протяжении вот сегодняшнего дня мы прослушали, и состоялся очень интересный и важный разговор вокруг личности Михаила Федоровича Габышева, выдающегося ученого, нашего известного крупного общественного деятеля, одного из организаторов нашей республики. И в то же время, мне очень понравилось название доклада Алексея, действительно уникального, удивительного человека ренессансного типа, который, казалось бы, являясь вот таким вот ученым, таким серьезным деятелем, стал очень тонким ценителем искусства, красоты. Но я в какой-то степени, может быть, продолжая, и, может быть, с другой стороны заходя, хочу рассказать о нескольких художниках, которые вот наоборот стали учеными, кто-то из них известными, но участвовали они в арктических экспедициях, но я ограничилась только 20-ми годами, ну, чтобы как-то ближе к теме сегодняшнего круглого стола. Ну, я расскажу только о 3 художниках известных. Значит, их связывает то, что, ну, кроме того, что они участвовали в арктических экспедициях, то, что именно в 20-е годы они работали в Якутии. И по праву, конечно, первым, кого я хочу назвать, это Николай Васильевич Пинегин. Он больше нам, исследователям Арктики, известен именно как ученый, арктиковед, один из тех, кто создавал в молодой Советской Республике арктическую науку. Но вот как раз Николай Васильевич, он настоящий художник, потому что он родился, немножко из биографии, в 1883 году в Елабуге, ну, из достаточно такой интеллигентной семьи. Отец был ветеринарный врач. Затем он учился в Казанской художественной школе. И уже, будучи студентом, он увлекся вот какими-то путешествиями и экспедициями. Тогда же, будучи студентом, совершил первую экспедицию. Затем он поступил в Петербургскую академию художеств в 1909 году, но закончил только в 1916, потому что, вот, будучи в Петербурге, в Петрограде, он познакомился с одним тоже очень увлеченным, ну, буквально случайно где-то на пароходе, гидрографом, капитаном Георгием Яковлевичем Седовым.
И когда Седов отправился в 1912 году в свою знаменитую, но, увы, последнюю экспедицию, он пригласил поехать в экспедицию Николая Васильевича Пинигина в качестве фотографа, художника и кинооператора. И вот именно Николаю Васильевичу Пинигину мы обязаны тем, что сохранилось очень много фотографий, и первые киносъемки в Арктике были произведены Пинигиным. И даже в 1917 году он смонтировал фильм, который был посвящен экспедиции Седова. Ну, кроме того, что эти обязанности, работал и по другим, брался за любую работу в экспедиции. Судьба Седова известна. Не сумев на корабле пробиться, у него была цель дойти до Северного полюса, Седов отправился сам, но погиб по дороге, а оставшаяся часть экспедиции вернулась домой. И вот с тех пор, можно сказать, судьба Николая Васильевича Пинигина очень тесно связана с Арктикой. Потом была Первая мировая война, он закончил Академию художеств. Вроде бы участвовал в революционных событиях, даже в Совет избирался, но в 20 году он эмигрировал, вначале в Константинополь, потом в Прагу. Там уже больше работал именно как художник, в каких-то постановках театральных участвовал. Но там, в Европе, он познакомился с Максимом Горьким, и Горький помог ему напечатать первую книгу, как раз посвященную Арктике, и уговорил Пинигина вернуться на родину. Вернувшись в Россию, Пинигин как раз и начал конкретно работать в Арктике. Он поступил вместе со своим бывшим соратником по экспедиции Седова, работал с Визе Евгеновым. И, например, участвуя в экспедициях, в принципе, свои навыки художника тоже применял. Например, вместе с летчиком Чухновским они облетали льды, и именно разные виды льдов, глубины и так далее, оказывается, зарисовывали именно художники. В Якутии впервые Николай Васильевич появился как участник знаменитой экспедиции КИАР. И именно... прошу. Я забыла сказать самое важное, что Николай Васильевич Пинигин считается одним из основоположников, спорят, то ли он, то ли Борисов, знаменитый архангельский художник, кто все-таки является основоположником так называемой северной художественной мысли. Вот как раз сюда он прибыл как начальник ляховского отряда. На острове Ляховский была построена в 28-29 годах, плюс еще зимовка до 30-го года, была построена первая геофизическая станция, также первая радиостанция в Северном Ледовитом океане и фактически первая станция, первое описание. И, кстати, потом по итогам этой работы Пинигин написал книгу «В стране песцов», и одна из первых промысловых станций, промысловых охотчих станций, тоже была чуть позже, именно по работам Пинигина, создана на Ляховских островах. Вернувшись из экспедиции, Пинигин стал одним из создателей, организаторов знаменитого музея Арктики, музей Арктики и Антарктики сейчас, и был его первым директором. Он писал книги, но в 1934 году, после убийства Кирова, когда Ленинград очищали, скажем так, от нежелательных элементов, Николай Васильевич был выслан в Казахстан, репрессирован, но в какой-то степени это посчастливилось. За него заступились известные полярники, писатели, и до войны удалось вернуться. Но, конечно, о работе во всем пути уже речи не шло, он занимался в основном, вернулся к своему художественным занятиям и писал книги, наиболее известные книги его. В основном он писал вторую книгу о Георгии Седове, наиболее известная его книга, но, к сожалению, смерть в 1940 году помешала здесь
есть такая небольшая, значит, личная история. Лет 20 назад, когда мы готовили атлас, историко-культурный атлас Якутия, значит, мы все ученые были отправлены по разным городам, чтобы в музеях, архивах найти новые основного иллюстративного плана материала. Вот в Иркутске, с коллегой, когда мы прибыли, вот наш коллега, иркутский профессор Борислав Сергеевич Шостакович посоветовал посетить музей художественный, где была замечательная, он обнаружил, оказывается, оригиналы коллекции рисунков Людвига Немировского, который иллюстрировал в свое время книгу Булычева. И вот там в музее мне показали вот эту картину. Называется «Пуговичник». Вот под таким названием, как «Массит», или еще по-другому где-то там «Оксид». Вот в старых каталогах, если кто-то видел эту картину, она так и вот вошла. Что за название? И тут просто меня осенило. Ну это же буквальный перевод «Пуговичник». «Тимерсит». И вот благодаря, скажем так, Салтане Ильиничне сейчас вот под правильным названием идет эта картина. Мы к ней вернемся. Ага. Я заинтересовалась, ну понятно было, что явно человек был в Якутии, работал, кто же автор. И тогда еще мало что было о нем известно, а сейчас уже, конечно, Николай Андреевич Андреев, это один из наиболее известных художников сибирских, с, конечно, трагической судьбой, человек с того времени. Он сам родился в Иркутске в семье купца. Образование получил на Украине, где жил его родной дядя, известный банкир. В Виннице он учился, получил художественное образование. Там же он познакомился с Давидом Бурлюком. Ну, говорят, вступил даже в движение анархистов. Но потом, когда началась гражданская война, вернулся на родину. Вроде как не был замечен в каких-то там, поэтому остался, когда, значит, нас свергли. И в 1920 году, когда была первая экспедиция в Устье-Лены под руководством Матисона была направлена, людей не хватало. И Андрей был приглашен в эту экспедицию, он не как художник, а просто как обычный работник. Ну, исполнял там разные работы. Ну, он очень известный художник, значит, организовал общество художников «Новая Сибирь». Затем заведовал Иркутской картинной галереей, и вот по инициативе Восточно-Сибирского отделения РГО он в 1928 году организовал в Иркутске первую выставку иркутских художников, посвященную быту народов. Так вот, значит, это экспедиция Матисона. А вот посмотрите его картины. Значит, конечно же, очень большое на него впечатление оказали. Он не рисовал во время экспедиции какие-то эскизы, а потом уже на протяжении, по возвращении, вот нарисовал там у себя дома. И вот по мнению специалистов, очень самобытный художник. Вот тоже замечательно. У нас в фондах Сардана Ильиничной природы есть работы Андреева. Вот как раз хотела я спросить, есть ли работа, да, замечательно. Вот, видите, работа Якуты. Значит, и, значит, вот, и вот в 28 году, видимо, он второй раз приезжал в Якутию. К сожалению, судьба сложилась трагически. В 1937 году он был репрессирован. Ну, припомнили все, и знакомство с Бурлюком. Кстати, с Бурлюком они потом встречались. Когда Бурлюк эмигрировал через Владивосток, он останавливался в Иркутске и уговаривал Андреева уехать с ним. Андреев отказался. Ну, знаем судьбу Бурлюка, он прожил долгую, в принципе, довольно счастливую жизнь. А Андреев в 1937 году был репрессирован, в 1938 году умер в тюремной больнице. К сожалению, даже вот иркутские художники, очень много здесь, работники музея ищут его картины, очень мало осталось. По всем, прямо даже в ходе таких статей видела, пропавшая экспозиция и так далее, и так далее. Вот, считается, что вот один из выдающихся художников. К сожалению, ну, мало что сохранилось. А у нас сколько картин хранится в нашем фонде?
5 работ. Ну, замечательно. Ну, привозили из Иркутска, наверное, нет? Здешние? Выставка здесь его была? Ну, отлично, значит, дальше. Есть что, как говорится, 26-м, 28-м? Нет, об Андрееве мы писали. Да. То есть вот есть, значит, что, куда дальше, допустим, не идти. Хорошо. Ну и третий художник, о котором я хотела бы сказать, это Николай Дмитриевич Травин. Да, то, что он есть, точно я знаю, потому что, в принципе, вот везде написано, и здесь у вас, и есть в Краеведческом музее имени Ярославского. Но, значит, что, ну, получилось так, что у меня 3 художника, все 3 Николая оказались. Но Травин, мне вот для меня, он, значит, оказался чем интересен. Во-первых, я не знала, что он не профессиональный художник. Он, оказывается, закончил этнографический факультет Ленинградского университета, и начинал он именно как ученый-этнограф. Вот, значит, приехал сюда вместе с братом для участия в работе Верхоянского экономико-этнографического отряда, ну вот Якутской экспедиции КИА в 27-28 году. Значит, что касается вот художественного, как бы самоучка. Но вот он единственный человек, который всю жизнь проработал художником. Да, вот как раз. Но, к сожалению, я не нашла его фотографии. Хотя, когда я вот была в Музее Арктики и Антарктики, там была выставка, посвященная Травину, какая-то фотография была, но в интернете почему-то нет. И, обратите внимание, неизвестно, когда он умер. Хотя, казалось бы, ну, человек всю жизнь проработал в одном месте, там не знают. В 50-й год ушел на пенсию, и после этого судьба неизвестна. Вот как раз его знаменитые картины, посвященные Русскому устью. Кроме того, в Санкт-Петербургском филиале архива Российской Академии наук хранится рукопись, посвященная Русскому устью. Ну, вот раньше считалось, что автор там один Дмитриевич, его брат, но, который был начальником отряда. Но вот этнограф Травин, Николай, а тот, оказывается, биолог. Поэтому все-таки сейчас я вот как раз разговаривала с Аргаланой Егоровной Никитиной, которая нашла рукопись, занимается. Она говорит, ну видно, что писала все-таки 2 разных человека, и на титуле нет подписи, кто автор. Поэтому весьма возможно, что они вдвоем писали. Ну вот посмотрите, и в экспедицию поехал он именно как этнограф, художник-этнограф. У него есть великолепная коллекция этнографических рисунков, которые в Кунсткамере хранятся. Но вернувшись, он, кстати, поступил на работу в тот же музей Арктики и Антарктики. У него есть целая серия, есть вот исторические работы, это вот экспедиция Делонга, например, рисунки, да. Ну, как минимум дважды. Потом он был в Якутии в 30-е годы, вот, видимо, в 47-м году тоже. Ну и вот, как бы, завершая свое выступление, хочу сказать, что вот, казалось бы, взяв такую достаточно, казалось мне, поверхностную тему, оказывается, если копнуть, то очень много можно найти интересного. Опять же, поработать, поискать в фондах нашего уникального музея, национального художественного прежде всего. И думаю, что вот эту тему можно и дальше как-то развивать. Ну и вот последнее, вот, спасибо за внимание, это вот одна из диорам, автором которой является Николай Травин. Спасибо. Спасибо. Музей Арктики и Антарктики. Спасибо Государственного института культуры и искусства. Уважаемые гости и организаторы, от имени Арктического государственного института культуры и искусств поздравляю вас со знаменательной датой 120-летия Михаила Федоровича Габышева. Для нас, как для подрастающего поколения, важно принимать участие в таких событиях, дающих возможность построить мост между прошлым, настоящим и будущим. Вот мы узнали Михаила Федоровича Габышева с самых разных сторон, и я не могу не выразить свое восхищение масштабу его личности. Для меня, как художнику, было очень интересно узнать из доклада Зинаиды Ивановны Ивановны о том, насколько сложно бывает коллекционирование. И было очень
познавательно послушать сегодняшние доклады и исследовательские работы. В завершение хотела бы пожелать Национальному художественному музею и дальше процветать, наполнять залы посетителями, и пусть мы, молодое поколение, всегда стремимся к культуре и искусству. Спасибо всем за внимание и за такое замечательное мероприятие. Ну, на этой ноте мы завершаем наш круглый стол. Я думаю, что есть и в дальнейшем о чем поговорить. Вот, и такие встречи, я думаю, будут много у нас, может, почаще. Просто надо тему еще варьировать, думать. Это очень интересно. Я, например, сегодня тоже очень многое узнала по Якутской лошади. Это вообще вот разные вот эти вот исследования с разных углов, проблем. Вот, и, конечно, это все как бы лежало где-то под спудом, сейчас поднимается. Вот, и то, что ученые касаются, историки и художественных каких-то таких направлений, говорят о тех художниках, которые есть в наших запасниках, это тоже очень отрадно. И спасибо всем большое. Спасибо.